76, код Махачкалы 88722. А сейчас о том, как шла подготовка к прямой линии в течение последних нескольких недель, расскажет мой коллега Кадыр Абдулазизов. Колл-центр прямой линии. Именно сюда по телефону поступали вопросы и обращения к ВРИО главы Дагестана от жителей региона. Он развернут при ДГМУ. Обращения граждан здесь переводились в текстовый формат и вносились в специальную форму на сайте вопросмеликову.ру. Чаще всего обращаются с вопросами по поводу выплаты и по поводу благоустройства. То есть в некоторых селах нет воды, в некоторых селах нет канализации. И также проблемы с мусором и дорогами. Большая просьба к жителям, которые отправляют вопросы, чтобы они оставляли свои обратные данные. Это фамилия, имя, отчество обязательно и номер телефона, чтобы после эфира все равно эти вопросы будут рассматриваться и будут жители Дагестана получать ответы на них. В самом здании главного регионального телеканала к масштабному политическому событию готовились основательно. Коллектив РГВК «Дагестан» провел субботник. Привели в порядок как прилегающую территорию, так и кабинеты компании. Особое внимание большой студии, где и пройдет прямой эфир. Она украшена в цвета российского и дагестанского триколоров. Вещай! Все в эфире. Съемку осуществляет сразу несколько камер. Расставлены они так, чтобы зритель максимально погрузился в атмосферу прямого эфира. Ведь именно в большой студии Сергей Меликов ответит на вопросы дагестанцев. Для этого налажена система обратной связи. Подготовлено оборудование для приема звонков и подключения видеоконференц-связи для включения в прямой эфир с разных министерств и глав района. Рядом пресс-центр, где в режиме онлайн представители различных СМИ будут выдавать новости по прямой линии с ВРИО главы Дагестана. Все отработано до мельчайших деталей, чтобы жители региона максимально оперативно получили ответы на волнующие их вопросы, озвученные в рамках открытого диалога. Кадыр Абдулазизов, Саид Кутиев. Время новостей. Итак, мы готовимся к встрече с руководителем региона, а в Центре обработки сообщений до сих пор кипит работа. Все вопросы дагестанцев будут приниматься вплоть до завершения эфира. Напомню, вы можете дозвониться в студию нашего телеканала по номеру 69 44 76, код Махачкалы 88722. Сейчас в студию подходят гости. Передаю слово своей коллеге Хадижат Мазгаровой. Она работает в большой студии. Хадижат, добрый день. Какие вопросы интересуют пришедших к нам гостей? Добрый день, Анжела. Мы сейчас находимся в фойе перед большой студией, где и будет проходить прямая линия с Сергеем Меликовым. Гости уже начали занимать свои места. Это жители нашей республики, у которых будет возможность задать свой вопрос напрямую. С некоторыми из них мы уже познакомились. И вот один из наших гостей – это Муталим Муталимов, ветеран боевых действий в Афганистане. Скажите, пожалуйста, какой у вас вопрос? Вопрос, конечно, у нас афганцев насчет жилья, чтобы получили жилье афганцы. В прошлом году у нас сертификат был 87 человек только получили. Это полученные сегодня деньги, приобретение жилья, жилье не получили. Жилье стоит около 4 миллионов, а сертификат 1 500 000. Этим, конечно, надо подумать, какие цены сейчас поднялись, цены наши. И благодаря Сергею Меликову, Сергею Алимовичу, поднялись сегодня на сегодняшний день 195 человек могут получить в этом году сертификат на улучшение жилья. У нас, конечно, афганцев просьба, за эти, которые выделены деньги, мы не сможем приобрести жилье. Ну и построить дом за эти деньги. Просто нас чуть-чуть надо увеличить сумму приобретения жилья. Такой есть. Я надеюсь, что ваш вопрос будет услышан, у вас будет возможность его задать, учитывая то, что сегодня в республике проживает порядка 3000 ветеранов боевых действий в Афганистане. Я думаю, что этот вопрос актуален для сотен жителей нашей республики. Итак, я передаю слово своим коллегам в студии. Анжела. И вот мне уже сообщают, что Сергей Меликов подъехал. Он направляется к большой студии, где будет проходить прямой эфир. Его ждут мои коллеги, представители 3 телеканалов РГВК и ГТРК Дагестана, а также ННТ. Ожидается, что диалог будет длинным. Вопросов поступило очень много. Отмечу сразу, после прямой линии глава ответит уже на вопросы журналистов. Состоится небольшой пресс-подход.
Сергей Меликов полгода во главе Дагестана. 6 месяцев назад был подписан указ президента России о назначении на пост руководителя региона Сергея Меликова. Тогда руководитель республики определил 3 приоритетных направления своей работы: укрепление экономического состояния и потенциала региона, безопасность граждан в условиях пандемии и взаимодействие власти и общества. И на протяжении 6 месяцев грамотно и планомерно эти задачи начали выполняться. Приоритеты. Их сразу 3. Укрепление экономического состояния и потенциала региона. Безопасность граждан в условиях пандемии. Взаимодействие власти и общества. Водоснабжение и водоотведение, загрязнение кора, незаконная застройка, состояние оползневых зон и зон высокой сейсмичности, комплексное развитие Дербента, ускоренная реконструкция аэропорта Махачкала, строительство новых образовательных учреждений, больниц и досуговых центров. Проблемы Дагестана обсуждают в Совете Федерации, полная поддержка по всем направлениям и итог постановления Верхней Палаты Российского парламента. Поддержку главы Дагестана получат 4 инвестпроекта: производство из переработанной макулатуры, крафт-бумаги и продукции, рыбоводческий комплекс по разведению осетровых пород рыб и получению икры, тепличный комплекс, закладка садов в Дербентском районе. Первым 3 предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов. Коммунальная, социальная, транспортная инфраструктура. Сергей Меликов указал на необходимость принятия программ комплексного развития систем. Поручено доработать стратегию развития Дагестана до 2025 года. В селу Новокули переселенческого Навалакского района выделено около 11 миллионов рублей для отведения поверхностных вод и прилегающих территорий с очисткой и восстановлением водоотводящих каналов. Мусорный коллапс, отравление сразу в нескольких городах Дагестана: Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Избербаш, перебои с энергоснабжением из-за непогоды. Череда крупных проблем. Вызов главой Дагестана принят. Решения найдены. Соглашения подписаны. Российский экологический оператор помогает Дагестану в обращении с отходами. Россети инвестирует более 1 миллиарда рублей на развитие и модернизацию регионального сетевого комплекса. Модернизирует канал имени Октябрьской революции. Строительство ливневого коллектора от реки Черкес-Озень до Каспийского водозабора. Обновление Кабинета министров профессионально и объективно. Региональный Минздрав возглавляет Татьяна Беляева, Минобразования Яхья Бучаев, Минпром Низам Халилов, Минстрой Артур Сулейманов, Минспорта Сажид Сажидов, Минэкономики Руслан Алиев, Мининформации и печати Умар Осман Гаджиев, Минприроды Рахман Гамидов, Минэнергетики и ЖКХ Мурат Ризванов, Мин по земельным и имущественным отношениям Заур Иминов. Переселить граждан из аварийного жилья и завершить программу досрочно. Как итог, подписано соглашение с фондом ЖКХ, и 59 семей получат до конца года новые квадратные метры. Акцент на образование и спортивную подготовку молодежи. В итоге в регионе построят школы грэпплинга, регби, конного и водного видов спорта. Более 70 школ. Регион получил свыше 73 тысяч доз вакцин «Спутник Ви». Создан холодовой центр для их хранения. Закуплены передвижные холодильные установки. Привито более 63 тысяч жителей региона. Прорабатывается вопрос строительства онкологического и нейрохирургического центра по лечению эпилепсии. Встреча с родителями братьев Гасан Гусейновых и помощь в создании фонда для помощи родителям, потерявшим своих детей. Выделение 19,5 миллионов рублей погорельцам села Махалатли Цунтийского района. Получение новой 3-комнатной квартиры в центре Махачкалы семьей кавалера Ордена Мужества Марата Молчанова. Поручение премьер-министра России Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Дагестан. Из резервного фонда правительства выделят региону до 150 миллионов рублей для дооснащения Дербентской центральной городской больницы, до 156 миллионов рублей на 16 автомобилей для Дербентской межрайонной станции скорой медицинской помощи. Кроме того, председатель правительства поручил представить конкретные решения по завершению строительства очистных сооружений канализации в Дербенте, определить источники финансирования комплексного развития
завершения Дербента до 2025 года, выработать оптимальное строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкала, определить перечень объектов общественной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, необходимых для комфортного проживания семей военнослужащих и жителей города Каспийска, реконструировать объекты коммунальной инфраструктуры крупных населенных пунктов Северного Кавказа для привлечения частных инвестиций. Трехдневный визит в Южный Дагестан. Изучить обстановку на местах и узнать о проблемах из первых уст. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов посетил около 10 районов и городов. Новый формат взаимодействия власти и жителей региона. По каждой проблеме адресные поручения главы и четкие сроки их выполнения. Также Сергей Меликов отметил, уже запланированы подобные рабочие поездки в другие районы региона. Впереди больше задач, больше идей и больше своевременных решений. И все это для развития региона и комфорта его жителей. Что ж, коллеги сообщают, что в студии уже все готово к прямой линии. Мы начинаем. Здравствуйте, мы в прямом эфире с ВРИО главы Дагестана Сергеем Меликовым. Меня зовут Раисат Юсупова, я и мои коллеги будем вести этот прямой эфир. Назира Алиева, ГТРК Дагестан, и Зухра Алиева, телеканал ННТ. В режиме видеоконференц-связи с нами в эфире члены правительства, Кабинета министров, а также главы городов и районов Дагестана. Сергей Алимович, здравствуйте. Очень много вопросов поступило к нам на прямую линию, уже более нескольких тысяч. В течение нескольких дней дагестанцы присылали свои вопросы на портал вопросмеликову.ру, в директ инстаграм-аккаунта АГИП-РД. Голосовые сообщения и видеоматериалы принимались по WhatsApp. А в студии сегодня у нас авторы наиболее актуальных вопросов, которые волнуют многих жителей республики. Трансляция эфира идет на телеканалах РГВК Дагестана и ГТРК Дагестана, также на сайте вопросмеликову.ру и в социальных сетях. Напомним, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить в студию по телефону 69 44 76, код Махачкалы 8722. Сергей Алимович, мы заметили, что вы в последнее время пытаетесь наладить диалог с дагестанцами напрямую. Это ваша страничка в Инстаграм, куда поступает много вопросов. Сегодняшний прямой эфир и поездка в Южный Дагестан, которая длилась 3 дня. Во время этой поездки у жителей республики была возможность как-то подойти к вам, задать вопрос. Вы могли из первых уст узнать о проблемах. Вы довольны итогом визита в Южный Дагестан? Да, добрый день. Я хочу всех поприветствовать в студии, в эфире, в каналах, в соцсетях. Хотел бы принести извинения за то, что мы перенесли сегодняшнее мероприятие с 21 апреля. На то были объективные причины, но тем не менее встреча сегодня состоялась. Безусловно, поездка в Южный Дагестан приблизила меня к проблемам и, наверное, проблемы к исполняющим обязанности главы, к моим коллегам по правительству, по администрации, главам муниципальных образований, потому что этот диалог, скажем так, на земле помог более детально вникнуть в те вопросы, которыми в течение полугода мы занимаемся анализом того, что происходит в Дагестане, для того, чтобы выработать определенные позиции, направления нашей работы по дальнейшему развитию Дагестана, по определению основных параметров социально-экономического развития, которые направлены, безусловно, на повышение качества жизни людей. Хотел бы сразу сказать, что поездка в Южный Дагестан – это только первый элемент. Мы регулярно встречались с главами муниципальных образований, теперь посмотрели реально, что у нас происходит в районе, насколько соответствует информация, получаемая от глав, той действительности, которую мы увидели воочию. Хотел бы сказать, что эта поездка не ограничивается только Южным Дагестаном. Уже в мае месяце я планирую побывать в других, вероятнее всего, в горных районах Дагестана. Дальше у нас на повестке в обязательном порядке посещение наших северных районов Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского, Ногайского. Ну и далее мне бы хотелось, чтобы в первом полугодии, с учетом, конечно, того графика, который нам позволяет реализовывать в том числе и федеральная повестка, я посетил все районы и города Дагестана. Если этого не произойдет, то мы выйдем за параметры 1 июля, но в течение лета, до того момента, когда
состоится уже реализация наших бюджетных программ, мы, по крайней мере, могли определиться, куда и какие основные усилия мы должны сосредоточить в плане планирования бюджетного и в плане принятия необходимых решений на 2022 год по реализации тех задач, которые мы ставим перед собой. А эти задачи формируются, естественно, на пожеланиях, в том числе и нашего населения, тех людей, которые сегодня обременены проблемами. В том числе и сегодняшний прямой эфир, наверное, позволит более детально вникнуть в те вопросы, которые волнуют сегодня дагестанцев, может быть, не только дагестанцев, но которые для нас являются актуальными. Я напомню, что мы в прямом эфире, и у жителей Дагестана есть возможность задать свой вопрос, позвонив на номер 69 44 76. И у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Сергей Алимович. Меня зовут Амира. Я живу в пригороде Махачкалы, в поселке Семендер. Нам не слышно, можно вывести звонок? Алло, я вас слышу. Алло. Алло. Вы меня слышите? Вам слышно? Алло. Вот сейчас слышно, говорите. Меня зовут Амира. Я живу в пригороде Махачкалы, в поселке Семендер. Моему ребенку скоро 4 года исполняется. Как только дочка родилась, я своевременно встала в электронную очередь, надеясь на то, что по достижению 3 лет мой ребенок пойдет в садик. Но, к сожалению, мы пока приглашение в сад так и не получили. И трудно сказать, как скоро это произойдет. Причина отказа – это отсутствие мест в детских садах. И мне сейчас такой ситуация остается, эта очередь никак абсолютно не двигается. Потому что в группах, в которых должно быть 20-25 человек, они не только укомплектованы уже, они переполнены. У них 30-35 детей обучается. И, Сергей Алимович, мне бы очень хотелось, чтобы вы обратили внимание на эту проблему и как-то решили вопрос обеспечения мест в детских садах. Спасибо большое за вопрос. Давайте я продублирую. Это жительница поселка Семендер. Проблема в том, что они очень долго стоят в очереди в детский сад, и никак их очередь не продвигается. Вообще, это не только их проблема, это проблема многих. В Дагестане, к сожалению, мест в детских садах не хватает. Можно ли как-то решить эту проблему, если адресно по отношению к дозвонившейся или в целом по республике? Ну, конечно, я понимаю актуальность этого звонка. Нам здесь в студии еще более-менее как-то возможно было понять, да, вот то, что говорила заявительница. Я бы хотел сказать, обращаясь ко всем участникам прямого эфира, проблема системная, и проблема касается отсутствия мест в детских садах и вообще в детских дошкольных учреждениях в целом. Но, знаете, у нас действительно хорошая рождаемость детей. Это соответствует тем параметрам, которые в том числе в своем послании, о чем в своем послании говорил президент Российской Федерации. У нас серьезная динамика. Ежегодно прирост составляет более 10 тысяч детей. Это замечательно, с одной стороны. С другой стороны, существующие образовательные учреждения не справляются с обеспечением доступности дошкольного образования. Цифры. Сегодня в очереди на зачисление в детские сады в нашей республике числится более 30 тысяч детей. И все ответственные органы власти должны работать над решением этой проблемы. Тенденция к улучшению определенная есть. И в том числе благодаря реализации нас проектом «Демография», «Образование» мы в 2020 году завершаем строительство 14 детских садов. К сожалению, на сегодняшний день открыто из них только 2. Поэтому на уровне правительства, на уровне отдельных созданных рабочих групп мы решаем вопросы для того, чтобы максимально ускорить сроки открытия тех детских садов, которые на сегодняшний день уже построены или строительство которых завершаются, для того, чтобы в летний период мы хоть каким-то образом максимально могли сократить эту очередь. Всего в 2021 году планируется завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию еще одного 61 детского сада. Но даже эти цифры, для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования не соответствуют.
Нам необходимо построить от 150 до 200 детских садов в республике. И это помимо того, что мы еще должны понимать, что многие детские садики или детские дошкольные учреждения, особенно в сельских, высокогорных районах, нуждаются в капитальном ремонте. А если говорить по большому счету, то они, в общем-то, нуждаются даже не в капитальном ремонте, а в строительстве новых садиков. Вот в том числе в поездке по Южному Дагестану, ну, я просто вижу, что еще год-два этот детский садик просто перестанет работать в силу изношенности и инфраструктуры, и самого этого капитального строения. Значит, первая проблема, и я хотел бы по ней еще раз на сегодняшний день заострить внимание, это, к сожалению, при всем богатстве Дагестана на земле, отсутствие земельных участков на строительство детских садов. Мы понимаем, что где-то эта проблема естественная, а где-то она рукотворная. Причем руками она творилась на протяжении многих-многих лет, а может быть даже и десятилетий. Поэтому в этом отношении акцент на определение или формирование земельных участков для социальных учреждений, таких как детские сады, школы, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и спорта, то есть все социальные объекты. В этом отношении буквально вчера я напоминал об этом главам муниципальных образований, эта история должна быть приоритетной. То есть земельные участки для социальных объектов в приоритете. Причем здесь нужно вести и диалог с владельцами земельных участков, с частниками, которые в свое время эти земельные участки приобрели, но в течение 15-20 лет они стоят без реализации. Видимо, люди когда-то вкладывали средства в эти земельные участки для инвестиций, в кавычках, сегодня просто используют их для того, чтобы при определенном повышении цены на землю, да, их реализовать. Но это не государственный подход, и тем более это не тот подход, которого мы ожидаем от жителей Дагестана, от граждан Дагестана. Те, которые на сегодняшний день, к сожалению, являются правообладателями на эти земельные участки. Конечно, здесь нужно исходить и понимать все эти проблемы с точки зрения, прежде всего, с позиции гражданина. Поэтому формирование земельных участков под строительство детских садов, школ и других социальных объектов – это наша приоритетная задача. С этой целью у нас создана комиссия, которая работает сегодня по инвентаризации всех земельных участков, которые могут использоваться, в том числе под объекты под социальные объекты. Вторая проблема – это то, что у нас на сегодняшний день в плане реализации наших программ, в том числе у нас проектов образования и демография, выявлен ряд существенных действительно бюрократических проволочек. Почему вот у нас стоит детский сад, я не буду сейчас называть таких много примеров, да? Стоит полгода, год, полтора года, два, вот он стоит, а не открывается, не может использоваться. Существует, к сожалению, созданная здесь, не знаю, искусственным или естественным путем, бюрократическая система, которая мешает передать этот детский сад сначала от застройщика заказчику, потом от заказчика в собственность республики, потом из собственности республики в муниципальную собственность, потом осуществляется процедура лицензирования этого детского сада. То есть такая, знаете, процедура, о которой в том числе Владимир Владимирович говорил и ставил задачу, чтобы максимально упростить все вот эти вещи для того, чтобы люди могли как можно быстрее, как можно доступнее быть к тем услугам, которые государство должно их предоставить. Буквально в ближайшее время мы проведем, значит, определенные консультации для того, чтобы эту процедуру упростить, если нужно внести, значит, инициативы законодательные в народное собрание и на законодательном уровне принять решение по упрощению этих процедур. К сожалению, сегодня каждый детский садик вводится в эксплуатацию буквально в ручном режиме. Курирующие заместители председателя правительства, сам председатель правительства, если вы обратили внимание по его поездкам тоже в районы, значит, буквально в ручном режиме проводят мероприятия для того, чтобы ускорить процесс передачи детских, дошкольных и образовательных учреждений, муниципальную собственность и ускорить процесс их лицензирования для того, чтобы этот процесс был сокращен, но в то же время были выполнены все необходимые процедуры по обеспечению безопасности пребывания детей в этих учреждениях. Что касается непосредственно данного заявления, у нас в прямом эфире мэр
Махачкалы я бы хотел адресовать точечно заявительницу в адрес мэра. Салман Кадиевич, вас хочу попросить, чтобы вы более детально разобрались с заявлением, которое поступило. Я, к сожалению, не услышал имени, отчества, но я думаю, те, кто у нас на техническом обеспечении сегодня находится, они передадут вам все данные для того, чтобы вы непосредственно с этим заявлением разобрались. В частности, я еще раз хочу сказать, это вопрос Семендера. Если это заявление носит не только индивидуальный, но и коллективный характер, то есть если эта женщина, которая нам сюда позвонила, значит, она обращается от имени всех, значит, нужно тогда провести разъяснение, вникнуть в эту ситуацию для того, чтобы этот вопрос с повестки был снят. Снят с повестки не просто как вопрос, а снят с повестки в интересах того заявления, которое мы сегодня получили. Спасибо. Спасибо. Поступил вопрос, связанный с возможным закрытием Кикунинского консервного завода. Я, житель Гергибельского района, села Кикуни, обеспокоен слухами о закрытии Кикунинского консервного завода. Я садовод, и у меня абрикосовые поля на территории свыше 40 гектаров. Абрикосы являются скоропортящейся продукцией. В основном мои абрикосы принимает Кикунинский консервный завод. Это мой основной заработок. Уважаемый Сергей Алимович, очень прошу вас разобраться с этим вопросом, также не допустить закрытия завода, пишет Амар Амаров, село Кикуни, Гергибельский район. Вот такое вот. Да, ну на самом деле, вот Кикунинский консервный завод, я бы его отнес к тем производителям, которые для Дагестана в какой-то степени является брендовым, да, а еще больше может стать производителем брендовой продукции, потому что продукция Кикунинского консервного завода на самом деле очень качественная, хорошая, красивая, я бы сказал. И, конечно, эта история, она произошла не только благодаря существованию Кикунинского завода, но и благодаря тем производителям, которые свою продукцию передают на переработку в Кикунинский консервный завод. Потому что не было бы качественных абрикосов, не было бы, наверное, качественных продуктов по переработке этих плодов. И это мы говорим не только об абрикосах, да, там замечательные соки, и пюре, и другие, значит, вещи, которые в том числе благодаря своему качеству могут использоваться как детское питание, могут поставляться для организации питания в школах, в детских садах. То есть о качестве продукции Кикунинского комбината говорить сегодня не приходится. К сожалению, на сегодняшний день Кикунинский консервный завод находится в процедуре банкротства. И, на мой взгляд, крайне важно сохранить это предприятие, которое является на самом деле и брендом, как я уже сказал, и в этом отношении нельзя бросать в беде садоводов, тех, кто занимается производством плодов и овощей в рамках развития личных подсобных хозяйств, что сегодня для Дагестана является весьма массовым. На модернизацию производства предприятием были привлечены кредитные ресурсы, больше полумиллиарда рублей. Это было еще до 2018 года. И, к сожалению, у предприятия образовалась задолженность по расчету, значит, по кредитным средствам, весьма высокая сумма. Все имущество этого предприятия находится на сегодняшний день в залоге у Россельхозбанка. Мы уже в прошлом году начали этим вопросом заниматься. Что могу сказать, если официально? То, что 7 декабря 2020 года решением арбитражного суда назначен арбитражный руководитель по банкротству Кикунинского консервного завода. Деятельность предприятия с указанной даты, к сожалению, прекращена. В настоящее время на предприятии проводится инвентаризация имущества для последующей передачи арбитражному управляющему. И, значит, эта процедура неизбежна. Положительным является то, что на сегодняшний день все технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, и целесообразно рассмотреть вопрос его передачи в аренду для проведения процедур банкротства, а также привлечь инвесторов для погашения имеющейся задолженности с последующим началом деятельности по выпуску этой продукции. Такая работа правительством республики на сегодняшний день организована. Для того, чтобы было полное понимание,
я бы хотел обратиться к вице-премьеру, который курирует у нас вопросы сельского хозяйства, в том числе производства, и осуществляет контроль за сельскохозяйственными предприятиями, Абдулу Муслимовичу Мухудинову. Я бы хотел обратиться к нему и дать поручение, чтобы мы в ближайшее время разработали некий план по оздоровлению этого предприятия. Потому что для нас Кикунинский консервный комбинат очень важен. В чем здесь важность его заключается? Это мы относим не только к Кикуни, но вот недавно буквально мы приняли такое решение, если мы развиваем крупные сельскохозяйственные агломерации по выращиванию или по возведению садов, виноградников, овощной продукции, мы обязательно должны сразу же предусматривать два элемента. Первый элемент – это логистические центры для хранения и перевозки этой продукции. И второе, конечно, нужно сразу же рассматривать при подобных планах или при подобных программах создание предприятий по переработке той продукции, которая по своим стандартам не может быть вовлечена в торговый оборот, собственно говоря, как сам продукт, да, как яблоко или томат или какой-то другой плод, не подходит по стандарту, это должно идти на переработку, это должно перерабатываться и поступать уже в оборот в виде консервов, в виде соков, пюре и так далее. Это позволит, во-первых, создать условия для вовлечения в этот процесс, в том числе и участников личных подсобных хозяйств, и позволит повысить оборот нашей продукции, которая действительно является очень качественной и конкурентоспособной как на российском, так и на международном рынке. Это в будущем. А что касается конкретно Кикунинского предприятия, еще раз хочу повторить, Абдулмуслим Мухудинович вместе с министром сельского хозяйства, пожалуйста, в ближайшее время проработайте вопросы. Как мы можем принять необходимые меры по оздоровлению сегодняшнего, пока находящегося в таком плачевном состоянии Кикунинского комбината. Потому что уже не за горами сезон, когда будут поспевать и зреть те продукты, которые производятся, в том числе на личных подсобных хозяйствах. Иначе непринятые меры сегодня нас заставят на завтра принимать другие меры, которые будут более непопулярными у людей. И для нас они тоже будут весьма проблемными, потому что мы должны будем компенсировать или как-то вовлекать в оборот тех, кто занимается личным подсобным хозяйством, производством плодов и овощей. Такое поручение дано. Я думаю, что в ближайшее время либо через Министерство сельского хозяйства и его сайт, либо через правительство Республики Дагестан по результатам я смогу вас проинформировать. Спасибо. Спасибо. Вопросов действительно много, и поступают они на различные каналы связи. Множество поступивших вопросов связано с выделением земельного участка многодетным семьям. Зачитаю один из них. Наша семья уже порядка 13-15 лет стоит в очереди на получение земельного участка как многодетная. Однако на наше неоднократное обращение в город-администрацию и к прежнему руководству республики мы получали только отписки. Как говорится, воз оно не там. Когда же нам будет выделен земельный участок, спрашивает Арсен Мирзамагомедов из города Каспийск. Я понимаю, что и Арсена, и других людей, наверное, мало волнуют те вещи, о которых я уже говорил, когда был задан вопрос по детским садам. Но, к сожалению, эта проблематика у нас существует. Мало того, что у нас сегодня есть проблема с выделением земельных участков, есть сегодня проблема и с отсутствием господдержки в виде софинансирования расходов на обеспечение коммунальной инфраструктуры указанных участков, а также нехватка территорий в отдельных муниципальных образованиях, самих этих земельных участков по объективным причинам. Потому что на самом деле органами местного самоуправления на сегодняшний день было предоставлено уже более 14 610 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Но этого мало. И то, что мы услышали, опять же, в послании президента Российской Федерации о том, что вопросы индивидуального жилищного строительства не должны быть
скажем, не приоритетными, это говорит о том, что на уровне государства вполне возможно такие меры господдержки будут проработаны. Я не могу сейчас сказать, в какие сроки, но дело в том, что в послании этот тезис он прозвучал. Поэтому мы рассчитываем, что при исполнении поручений президента, которые были даны в послании, мы все-таки услышим в ближайшее время о неких мерах господдержки. Для Дагестана выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства – это на самом деле важный вопрос, потому что миграция из сельских поселений в городские агломерации, она продолжается в том числе и из-за того, что у людей отсутствует возможность построиться, создать нормальные условия и, используя эти условия, работать на селе, то есть работать и жить там, где они на сегодняшний день рассчитывают получить вот эти участки для создания последующих благоприятных условий. Я думаю, что та динамика, по которой мы сегодня идем, она поможет нам, в том числе по инвентаризации земельных участков в целом, она поможет нам найти возможность и найти резервы для предоставления в целом участков для индивидуального жилищного строительства. Что касается многодетных семей, я думаю, что здесь возможно рассмотреть на уровне правительства Республики Дагестан порядок предоставления многодетным гражданам единовременной денежной выплаты для приобретения земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства. Это то, что касается многодетных семей. Поэтому хотел бы попросить в этом отношении и Министерство труда и социальной защиты, и Министерство строительства, и Министерство экономики Республики Дагестан подготовить предложения по внесению таких изменений для того, чтобы мы могли реально помочь многодетным семьям, что, собственно говоря, справедливый вопрос. Это делается в других регионах Российской Федерации. Может быть, с опорой на опыт, как это происходит в других субъектах Российской Федерации, для того, чтобы это было применимо для Республики Дагестан. Что касается в целом, еще раз вернусь к вопросу выделения участков под индивидуальное жилищное строительство, у нас сегодня разрабатывается программа не только по строительству многоквартирных домов в городских агломерациях, но и по дополнительным мерам по выделению участков под индивидуальное жилищное строительство для в целом граждан Дагестана. Ну, а по многодетным семьям я сказал. Конечно, здесь многое зависит от позиции глав муниципальных образований. И руководители наших муниципальных районов должны понимать, что вопрос жилья, он первоочередной для наших граждан. Поэтому инициатива муниципальных районов, инициатива муниципальных образований в этом отношении не должна быть только в том плане проявляться, что ведется некая статистика. Здесь руководитель муниципального образования сам должен определяться, во-первых, с участками для этого индивидуального жилищного строительства, с тем, чтобы у нас есть же такие, мы вроде бы формально выделили участок для индивидуального жилищного строительства в семье, а там нет ни газа, ни воды, ни света. Естественно, никакое строительство на этом участке произведено быть не может, потому что не созданы условия для того, чтобы там... В результате этот участок по индивидуальное жилищное строительство в худшем случае простаивает, а в другом случае используется не по назначению. То есть вместо того, чтобы там строить жилье, там возводятся различные хозяйственные объекты, которые потом, может быть, даже сдаются в аренду, и в результате вот такая происходит ситуация, из которой потом очень тяжело выбираться. Это происходит потому, что изначально неправильный подход. Здесь не должно быть, если мы говорим по городам, я уже давно критикую вот эту точечную застройку. К сожалению, такая точечная застройка происходит на селе. Одной семье дали в одном углу участок, другой семье в другом углу, третьим там вообще где-то за пределами села. Так не должно быть. Здесь тоже должен быть комплексный подход в выделении участков по индивидуальному жилищному строительству. То есть должно быть определено место. К этому месту должны быть подведены объекты инфраструктуры.
Должны быть четко определены границы этих участков индивидуального жилищного строительства, под индивидуальное жилищное строительство. Должны быть заключены соответствующие договора. По этим договорам, в том числе и те, кто берет участок под индивидуальное жилищное строительство, должен взять на себя обязательство, что этот участок будет реализован именно под индивидуальное жилищное строительство. То есть там не будет возведены какие-то другие объекты. Это работа муниципалитетов, это работа с людьми, непосредственно с каждым участником этой темы, непосредственно с каждым человеком, который, значит, на сегодняшний день выступает заявителем под получение этого участка под индивидуальное жилищное строительство. И вот при посещении районов я обязательно с этим вопросом буду, значит, обращаться к главам муниципальных образований, и они будут рассказывать, я не знаю, там, докладывать, отчитываться, как угодно здесь, какой угодно глагол можно воспринимать, для того, чтобы мы эту проблему сняли. Возвращаясь к многодетным семьям, считаю, что, наверное, нам нужно рассчитывать здесь и на те меры господдержки, которые мы можем получить от Российской Федерации, но тем не менее нужно посмотреть, какими мерами поддержки может располагать Республика Дагестан для того, чтобы помочь многодетным семьям. Это на самом деле важно, особенно для Дагестана, где, я уже говорил, весьма высока рождаемость, и многодетные семьи, собственно говоря, являются залогом выполнения того национального проекта, который сегодня важен для Российской Федерации в целом. Спасибо большое за ответ. А я напомню, что сообщения, которые прислали дагестанцы, это были не только текстовые сообщения, но и аудио и видео вопросы. И один из видеовопросов я предлагаю посмотреть прямо сейчас. Это вопрос от Лилы Гамзатовой, Республика Крым. Уважаемый Сергей Алимович, меня зовут Лейла Гамзатова, я многодетная приемная мама. В 2017 году я вынуждена была со своими детьми уехать с Республики Дагестан в Республику Крым. Я прошу вас поддержать проект нашей организации создания клуба приемных семей Республики Дагестан. К сожалению, вот все эти 3 года ко мне обращаются приемные родители, опекуны с Дагестана, просят помочь, просят дать совет, просят дать какую-то юридическую консультацию. И уже на всероссийском уровне тоже, к сожалению, было отмечено, что в Республике Дагестан не ведется ресурсная поддержка для замещающих семей всех видов семейного жизнеустройства. Это уже неоднократно отмечалось на различных всероссийских форумах. И наш проект призван помочь всем приемным детям и приемным семьям. И я прошу вас поддержать нас. Да, вопрос прозвучал, да. Сергей Алимович. Спасибо за вопрос. Я думаю, что инициатива исходит в данном случае от матери, которая знает эту проблему изнутри. Такая организация действительно может оказаться полезной обществу. Опять же, это как бы продолжение того вопроса, который был по многодетным семьям. У нас сегодня около 4000 детей воспитываются в семьях опекунов, приемных родителей. Вот. Я бы хотел попросить министра труда и социальной защиты Нурзурат Мужейну прокомментировать вот то заявление, которое мы сейчас с вами услышали. Итак, по видеосвязи с нами министр труда. Выведите, пожалуйста, его на экран. Сергей Алимович, мы готовы поддержать эту идею. Да, действительно, это совместно с Минобрнауки, это будет наша совместная работа, потому что приемными детьми занимается больше это министерство. Мы готовы поддержать работу. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я прокомментирую, да, немножко нас не все могут услышать ответ. Значит, ну, чтобы вы понимали, на начало этого года у нас в организациях для детей-сирот находится 116 детей-сирот. В семьи опекунов и приемных родителей, как я уже сказал, воспитывается около 4000 детей. Ежемесячные средства выплачиваются на 3781 ребенка. Из них 178 детей-сирот воспитываются в 93 приемных семьях, которые состоят на учете в 22 муниципальных образованиях. Чтобы было понимание,
родителям приемным предусмотрена выплата ежемесячных денежных средств на содержание несовершеннолетних подопечных в размере 5233 рубля с учетом индексации. В том числе, значит, в размере 7798 рублей для опекунов приемных родителей, взявших детей из организаций для детей-сирот. Есть еще различные меры поддержки, которые определены как российским законодательством, так и законодательством Республики Дагестан. Но работа связанная с воспитанием приемных детей, она, безусловно, нуждается в совершенстве. Потому что количество приемных детей, оно, ну, если не стабильно растет, то, по крайней мере, не снижается. Это хорошая тенденция. Это хорошая тенденция, когда детей-сирот берут для воспитания в другие семьи. К сожалению, должен сказать, может быть, кому-то это не понравится, но тем не менее, мы имеем факты, когда подобная ситуация отдельными недобросовестными гражданами, значит, расценивается как некий бизнес для того, чтобы получать определенные дивиденды на содержание детей. Поэтому вот уполномоченная по правам ребенка Марина Юрьевна, которая, значит, работает в Дагестане уже много лет, значит, мы стараемся тщательно отслеживать эту ситуацию и делать так, чтобы вот все мероприятия, которые сегодня проводятся, они шли прежде всего во благо ребенка. Но в большинстве своем, конечно, это инициатива людей доброй воли, которые берут на воспитание, на содержание детей. И подчас, конечно, они затрачивают средств гораздо больше, чем те средства поддержки, которые выделяет им государство. Я считаю, что эту проблему нужно поднимать. Думаю, Марина Юрьевна меня поддержит. Министр образования, министр труда тоже меня поддержит. Давайте мы сделаем так. Я бы хотел Марине Юрьевне поручить, чтобы она более детально изучила вот инициативу, которая прозвучала от заявительницы. Вот. И по этой инициативе в ближайшее время мы бы приняли те решения, которые соответствовали бы вот, логике по поддержанию тех семей, которые у нас на сегодняшний день воспитывают приемных детей. Одновременно хотел бы обратиться к тем вот, товарищам, о которых я уже говорил, да, что не нужно рассматривать на сегодняшний день прием детей в семью как некую попытку получения мер государственной поддержки, не направленную на улучшение содержания самого ребенка. Дети есть дети, на детях нельзя спекулировать никому. Поэтому, если в этом отношении кто-то меня не услышит, ну, наверное, тогда нам придется разговаривать в другой риторике. Я очень бы хотел, чтобы мы к этим разговорам в другой риторике не переходили. Давайте мы все сделаем правильные выводы, поддержку детям будем оказывать, ваши предложения, вашу инициативу поддержим. Как будем по мере реализации вашей инициативы двигаться, в ближайшее время определимся. Если вы на сегодняшний день живете в Крыму, мне бы хотелось попросить вас, мы возьмем обязательства по расходам на дорогу на себя, для того, чтобы, когда мы будем определяться с реализацией вашей инициативы, вы подъехали сюда и уже более подробно проговорили бы от имени тех людей, которых вы сегодня представляете, значит, вместе с представителями органов власти по тем направлениям, которые мы сегодня услышали в вашем вопросе. Спасибо. Спасибо за ответ. А я напомню, что сегодня в нашу студию приглашены дагестанцы, у которых есть возможность задать свой вопрос главе лично. И житель поселка Львовский номер 1 Арслан Шамшидинов сейчас в нашей студии. Задайте, пожалуйста, свой вопрос. Ассаламу алейкум всем. Я житель села Львовское номер 1 Бабаиртовского района. Дело в том, что у нас школа находится в аварийном состоянии. Рассчитанная на 70 ученических мест, на сегодняшний день там обучается 176 детей. И она находится в критическом состоянии. Мы обращались во все инстанции, но результатов никаких нету. На сегодняшний день руководство района ведет активную работу по подготовке документов. И имеется в виду, хотел бы попросить вас, Сергей Алимович, проконтролировать этот вопрос, чтобы наконец построили у нас школу и сдали в срок. Спасибо. Спасибо, Арсен. Я рад вас приветствовать. Мы с вами уже не первый раз встречаемся. Я бы хотел отметить позицию гражданского вот этого человека, который на самом деле
постоянно ратует за то, чтобы вопросы той части населения, которую он представляет, дошли до тех эшелонов, да, власти, которые в состоянии повлиять на данную ситуацию. Ну, давайте я сначала по вашей школе скажу. Мы действительно изучили ситуацию, потому что много было обращений, в том числе в Инстаграм, от ваших земляков. И я им всем благодарен, потому что именно они мне расписали вот эту ситуацию настолько, что сегодня понимание, значит, есть полное и у меня, и у моих коллег, которые этими вопросами занимаются. И мы теперь знаем, как двигаться дальше, потому что действительно эта история наболевшая, но она, к сожалению, типична для Дагестана. Если говорить про эту школу, чтобы вы понимали, коллеги, таких школ у нас масса, а может быть даже еще и есть более неприемлемые ситуации, вот, которые в том числе мы увидели в некоторых районах Южного Дагестана. Здание указанной школы построено в 1958 году. В 1958 году. Ну, таких школ, на самом деле, если бы это не было печально, то можно было бы сказать, что она уже по некоторым параметрам относится к объектам наследия. Да? Потому что в 1958 году ее построили, она до сих пор эксплуатируется. В 1958 году. Она, безусловно, является аварийной. Причем акты об аварийности этой школы уже не первый год, значит, фиксируют ее состояние. Обучаются в ней 200 учеников. Ну, 179, но мы говорим до 200. В настоящее время, конечно, в этой школе никаких условий нет. Вот мы такие же школы увидели в Южном Дагестане. Никаких условий. Вот эта школа держится сегодня только на энтузиазме педагогов и тех родителей, которые пока еще, значит, принимают решение детей в эту школу отправлять для того, чтобы давать им, значит, основы образования. Вообще проблема с аварийными школами у нас, она, я не знаю, когда, вот, честно говоря, принимались решения по нацпроектам образования, да, и вынужден был потом принять даже некоторые кадровые решения, потому что они неправильно, на мой взгляд, реализовывались. У нас вместо того, чтобы строить, вернее, вместо того, чтобы ремонтировать аварийные школы или рядом с ними строить новые школы, да, выбирались совершенно иные участки, и там строились школы, которые на сегодняшний день, может быть, являются менее востребованными. Причем вот, некоторые товарищи-чиновники докладывали мне, а мы не можем сегодня аварийные школы ремонтировать. А почему? А мы сегодня должны бороться с трехсменным режимом. Но у нас на самом деле есть проблемы, в том числе и с трехсменкой. Но иногда в 3 смены дети учатся в школах, где условия вполне приемлемые. А в аварийных школах на сегодняшний день это не просто не соответствующие образованию или обучению детей условия, это еще и условия, которые, к сожалению, не гарантируют детям безопасности. О каких мы там можем в этих аварийных школах говорить пунктах горячего питания? Ну, мы на протяжении нескольких лет добросовестно там щелкали каблуками и докладывали, а у нас везде организовано горячее питание. Как там вот в этой львовской школе, вы можете мне сказать, как там может быть горячее питание организовано? Да никак оно там не может быть организовано. В какой-то пристройке, куда не то что детей, а подчас и, значит, экстремалам заходить страшно. Я бы хотел в этом отношении конкретно сказать по вашей школе, с учетом наших с вами уже, значит, вот, общений, да, решение принято, проектно-сметная документация на сегодняшний день готова, передана в госэкспертизу. То есть это те процедуры, которых мы миновать не можем. Я надеюсь, что в ближайшее время из госэкспертизы, значит, мы получим результат по этой проектно-сметной документации, и строительство этой школы мы начнем уже в этом году. Я сейчас не могу сказать по срокам, потому что здесь уже вопросы по срокам строительства будут решаться с той подрядной организацией, которая будет брать на себя определенные обязательства. Но хотел бы попросить вот Батыра Эмеевича Эмеева взять на контроль этот вопрос, значит, министра образования взять на контроль этот вопрос. Это что касается вашего обращения по вот, Львовской школе. В целом, коллеги, я бы хотел, чтобы вы правильно меня поняли. Значит, на сегодняшний день у нас из 1414 образовательных организаций
534 школы являются типовыми, 666 школ приспособленными, то есть перестроенными из каких-то других, значит, по другому предназначению строившихся зданий. 182 сборно-счетовыми, 32 арендованными. Вот из этого количества мы можем говорить только о тех школах качественных, которые являются типовыми. Все остальные в ближайшее время, в ближайшие годы, не в ближайшее время, извините, в ближайшие годы, мы должны по ним принимать решения. Мы должны по ним принимать решения. По состоянию на 2021 год количество аварийных школ составляет 122 единицы в целом по республике. Но я бы сказал, что эти 122 единицы – это условно. Вот я бы смело помножил на 1,5, и вот около 200 школ, на мой взгляд, на сегодняшний день потенциально могут быть аварийными. У нас запланировано строительство 65 школ, из них 29 взамен аварийных. 29 взамен аварийных. Но это достаточно высокий темп, других темпов мы позволить себе не можем. Но здесь есть другая, опять же, значит, сторона этой медали. Нужно разобраться, где мы строим эти школы и как мы строим эти школы. Вот поездки по Южному Дагестану, значит, мне в Сулейман-Стальском районе показали школу, которую построил частный инвестор. То есть он там сделал все, начиная от приобретения земельного участка, заканчивая открытием школы под ключ. Марат Шайдаев, такой известный в Дагестане, в общем-то, меценат. Школа обошлась, ну, в среднем, я говорю, да, в 200 миллионов. Значит, в этой школе, собственно говоря, здание самой школы, где классы находятся. Причем классы хорошо оборудованные, с хорошей мебелью. Причем мебель тоже производилась в Дагестане. Значит, есть другой корпус, я бы назвал его учебно-производственный. Он состоит тоже из нескольких классов. Значит, один из них для изучения IT-технологий, другой для изучения гуманитарных предметов, прежде всего истории, третий для производства. Мальчики там делают какие-то поделки, девочки шьют. Кроме того, значит, там имеется здание столовой, именно столовой, не пункта приема пищи, а столовой, и общежитие для учителей, потому что школа находится в селе. Понимаете? Вот такие школы мы должны строить. А мы иногда за 250 миллионов строим школу, значит, которая соответствует проекту там, начала 2000-х годов в лучшем случае. Мы почему не хотим строить школы? Но если не с бассейнами, то с уютными спортзалами, с раздевалками, со столовыми, с какими-то, значит, теми требованиями, которые сегодня жизнь предъявляет. Чем наши дети хуже, чем те, которые на сегодняшний день живут в других городах Российской Федерации? Нет, мы обязательно откуда-то там, я не знаю, с полок, с пыльных достанем проект, да, стоимость его помножим в 2-3 раза, найдем, извините за такой сленг, какого-то кривого, значит, там, я не знаю, подрядчика, вот. Этот подрядчик возьмет себе еще 3-4 субподрядчиков, и потом, когда мы приезжаем, мы смотрим, что сдача школы должна была осуществиться к сентябрю, к 1 сентября прошлого года, сегодня апрель, а там, как говорится, еще и конь не валялся. Поэтому я призываю всех, вот мы же все живем в одном обществе, для нас, для всех важно образование наших детей. Давайте мы мимо этих историй не будем проходить мимо. Не будем проходить мимо, как мимо не проходит Арсен. Мы готовы с этими вопросами, значит, не уходить от них, от этих вопросов, не уходить от этих проблем. Слушайте, но есть же еще у нас исходы, есть у нас общественные слушания, есть у нас общественный контроль. В конечном счете у нас есть контроль, который называется контролем депутатских. У нас вот недавно в Народном собрании поднялся вопрос, примерно такой, а куда у нас делись 12 там, детских учреждений? Они вот куда-то делись. Потому что с одной стороны не построены, а с другой стороны они сегодня еще не работают. Они как раз зависли вот в этом бюрократическом болоте, когда одна организация передает другой
это детское учреждение, когда одна организация другой там пишет какие-то бумаги, а дети ходят, извините, с родителями вместе и облизываются, глядя на этот красиво раскрашенный детский сад или школу. Да, и к тому же они еще успевают развалиться. А это вообще отдельная история, которая, понимаете, не было бы, было бы смешно, если бы не было так грустно. В Магарамкентском районе мы приезжаем, там стоит детский сад. Стоит детский сад. У меня много вопросов к этому детскому саду. Во-первых, если там построены, значит, беседки, то почему к этим беседкам нет дорожек? Мне говорят, их нет в проектах. Хорошо, почему их нет в проектах? Начинают объяснять, дети же должны там по травке ходить там туда-сюда. А если дождь, а если грязь? Понимаете, абсурд какой-то. Зато в двухэтажном здании детского садика есть лифт. Детского садика. Детский садик предназначен для детей до 3 лет. Я говорю, а лифт зачем? Он при всем желании там не дотянется до этой кнопки. Да? А это для инвалидов. Вот для каких? Понимаете? И вот эти вопросы, этих вопросов больше, чем ответов. Самое интересное, что в 2019 году, в декабре месяце, его открыли. Там шарики висели, значит, музыка играла, общественность туда пришла. Мне хотелось бы сейчас у этой общественности спросить, ваша роль-то какая, товарищи общественники? Вот ваша роль какая? Поприсутствовать там, попрокалывать эти шарики, порадоваться и уйти, что ли? В 2019 году, в декабре, сдали этот садик. Ни одного ребенка там нет, он сегодня не функционирует. Из-за того, что он сегодня не функционирует, значит, естественно, там та организация, у которой он сегодня на балансе, что она будет деньги тратить? Значит, он 2 зимы простоял неправильно отапливаемый. Туда не подавалась вода, уже все эти трубы, батареи, там все, что можно было забиться, оно все уже забилось. Сколько мы сегодня денег должны вложить еще раз в этот садик для того, чтобы его запустить или перезапустить? И где эти деньги брать? И если вот эти деньги вот так вот посчитать, у нас получится, что мы еще 2-3 садика могли бы построить, может быть, на эти деньги. Я там сроки определил, и попробуйте, откровенно говоря, поиграть с этими сроками. Я не советую вам этого делать на самом деле. Этот садик должен быть открыт в ближайшее время. Это я ко всем обращаюсь. И тем, кто бумаги подписывает, и к тем, кто акты составляет, и тем, кто там, я не знаю, замечания пишет, ожидая устранения этих замечаний формальными и неформальными путями. Понимаете, вот таких безобразий у нас много. Если бы этих безобразий не было, вполне возможно и на первый вопрос, на который я отвечал, по очередности в садиках, и на ваш вопрос я бы уже отвечал, наверное, более бы конкретно. Я вас уверяю, всех уверяю, что это для меня очень больной вопрос, он для меня, если хотите, принципиальный. Я все равно хочу довести до конца вот эту историю с социальными учреждениями, прежде всего с учреждениями образования. Поэтому и некоторые решения, я еще раз повторяю, кадровые, были приняты. И я вижу очень серьезную такую поддержку в лице Яхьи Гамидовича, министра образования. Но многие вопросы, их, к сожалению, вот, приходится решать в ручном режиме. Мы хотели бы, чтобы у нас была четко созданная система, чтобы каждый год мы открывали такое-то количество школ именно к 1 сентября. Знаете, не в декабре, не в апреле, а именно к 1 сентября, чтобы все к этому привыкли, что в этом году к 1 сентября мы открываем такое количество школ. А в районах, чтобы четко знали, что в этом селе мы откроем школу в этом году, а в следующем селе мы откроем школу в следующем году. Но одновременно невозможно это же все сделать. Больше того, мы сейчас различного рода неформальные подходы ищем к тому, чтобы удешевить стоимость строительства, в хорошем смысле удешевить, не в ущерб качеству, удешевить для того, чтобы сэкономленные средства пошли на ремонт или на строительство вот тех аварийных школ, о которых мы говорим. Есть хорошие методики, есть возможность строительства модульных конструкций, по которым уже давно, в общем-то, весь мир идет. Тем более, что климат, который в Дагестане, он позволяет эти конструкции использовать. Мы сокращаем и сроки строительства этой школы и экономим на определенных, значит, вещах, которые, опять же говорю, за счет этой экономии можем дополнительно построить еще одно учебное учреждение, школу или садик.
Поэтому такие вот проекты есть, они смогут в полном объеме начать развиваться только со следующего года. Во-первых, потому что мы в новом бюджете на 2022 год должны предусмотреть все эти средства. Почему я и хочу вот объехать эти все районы наши и посмотреть, для того, чтобы успеть спланировать правильно средства республиканского бюджета на следующий год. А во-вторых, потому что в этом году нам, к сожалению, главная задача – это достроить то, что начато, и пустить в эксплуатацию то, что еще не запущено. Вот если мы в этом году на ноль выведем все наши обязательства перед населением, тогда на следующий год мы уже сможем, и в последующие годы, мы уже сможем реализовывать какую-то программу. Не какую-то, а именно вот хорошую, продуманную программу, по которой вы будете получать те ответы на те вопросы, которые вот в данном случае прозвучал. Извините, что я его обобщил для всего Дагестана, просто подобных вопросов очень много. Да, и это очень острая тема Спасибо. сейчас. Ну, знаем, что в сфере образования у нас много проблем, но нашей республике есть чем гордиться, и это дети. Умные, талантливые. И сегодня у нас в студии ученица 11 класса многопрофильной гимназии номер 38 Махачкалы, победитель финала Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» Ачилаева Айшат. Она пришла со своей учительницей Гаджиевой Мариной Джабраиловной. Это учитель русского языка, литературы, финалист конкурса «Учитель года России» 2017 года. Талантливых детей у нас действительно много. Вспомним выражение «талантам надо помогать», бездарности пробьются сами. Рассматриваете ли вы возможность системной поддержки таких детей? Ну, во-первых, я хотел бы поздравить вас с этой победой, действительно замечательной победой. Мы каждый год уже становится для Дагестана традиционным на различных конкурсах детских, юношеских побеждаем. И это говорит, что несмотря вот про те проблемы, которые мы обсуждали в предыдущем вопросе, у нас действительно очень талантливая молодежь и талантливые учителя, потому что без учителей, наверное, такие победы были бы невозможны. Поэтому я вас обеих хочу поблагодарить за тот уровень вашей подготовки, позволивший Дагестану в очередной раз продемонстрировать наличие в республике талантов. Конечно, и ваша победа в том числе очень важна для развития образования в Дагестане, потому что это такая как бы точка, к которой должны стремиться многие ваши сверстники и многие ваши коллеги. На самом деле это очень важно для того, чтобы мы не, как в той поговорке, да, не зарывали таланты в землю, а могли, наоборот, вот эти таланты демонстрировать и притягивать к вам, к талантливым детям, те методики, те показатели, которые эти таланты позволят развивать повсеместно. Вот вы сказали, Райсат, что у нас, тем не менее, есть чем гордиться. Да? Я бы немножко с вами в этом отношении поспорил. У нас много есть чем гордиться. У нас, на самом деле, в Дагестане есть абсолютное большинство позиций, которыми мы можем гордиться. Но мы, к сожалению, в последнее время почему-то вот, идем не в сторону вот, позиционирования наших положительных сфер деятельности, наших эмоций, наших радостей, да, а мы почему-то все время начинаем вот, впадать в какие-то такие упаднические настроения и говорить, что у нас все плохо. Да, действительно есть много проблем. Да, действительно есть много проблем, но мы этими проблемами не должны, значит, скрывать или закрывать те радости, пусть они небольшие, может быть, да, пусть они вот такие сиюминутные, но которые у нас тоже есть. Ведь Дагестан богатейшая республика, она богатейшая и природой, и географией, и самое главное, она богата и людьми. Она богата и теми людьми, которые сегодня этот Дагестан представляют везде, на научных площадках, на детских конкурсах, на спортивных соревнованиях. И действительно мы должны, ну, по крайней мере, я очень горжусь, что у нас есть такие талантливые люди, которые прославляют Дагестан, и не только Дагестан, но и всю Россию. На самом деле вам за это большое спасибо. Что касается системной поддержки, да, мы недавно буквально проводили там ряд встреч, в том числе с молодежью. И, конечно, в этом отношении поддержка талантливой
ученикам, талантливым представителям нашей молодежи, да, начиная с детского возраста, заканчивая более взрослыми ребятами, она должна быть. И, на мой взгляд, она должна быть не только в сфере развития этих талантов по искусству, по образованию. Она должна, наверное, детей сегодня приобщать уже к будущему, к определенным историям, которые могут в последующем быть полезными для выбора профессии, для развития определенных профессиональных навыков, может быть, даже в сфере бизнеса, может быть, в сфере предпринимательства. Поэтому, конечно, такая поддержка есть. Мы занимаемся этим, и Министерство образования, и Министерство труда и социальной защиты, и другие профильные министерства. Мы хотим в вас и в тех, кто на сегодняшний день является вашими в этом отношении такими, я не знаю, братьями, сестрами, да, по проявлению себя в этих сферах жизни, видеть тех, кто завтра вполне возможно возглавит определенные сферы деятельности. Неважно, в предпринимательстве, в государственной службе, в определенных отраслях. Поэтому, конечно, поддержка такая должна быть. Я бы хотел еще раз вас поздравить и еще раз сказать, что мы все должны делать все возможное для таких ребят, для того, чтобы они развивались дальше. Потому что развиваясь дальше, они тянут за собой еще целую плеяду ребят, которые хотят быть похожими на них. Я бы хотел, Исхак Амидович, давайте мы по данной ситуации посмотрим конкретно. Я вас попрошу, встретитесь, пожалуйста, и с Айшат, пожалуйста, встретитесь с учительницей, и, может быть, мы в этом отношении конкретно, персонально какие-то вопросы, касающиеся перспектив, послушаем, и вокруг этих перспектив объединим еще и других детей. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Это будет здорово. Да, спасибо. Ну а я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить и задать свой вопрос главе республики. Напомню, номер 69 44 76. И у нас уже есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый день. Жительница Махачкалы, Караева Марина. Здравствуйте, Сергей Алимович. У нас в Махачкале одна из самых злободневных проблем – это проблема накопления мусора, который вовремя не вывозится. Баки, переполненные мусором, разбросанные рядом горы отходов. Малейшее дуновение ветра, и все это разлетается повсюду. Помимо зловонных отходов, это и скопище крыс, пасется скот, гнездятся стаи птиц. Часто мусор поджигают. Эта ситуация вредит и окружающей среде и здоровью населения. Я уже не говорю о культурном облике столицы. Махачкалу, сами знаете, называют мусорной столицей Кавказа, городом летающих мусорных пакетов, а Дагестан – мусорной колонией. Скажите, пожалуйста, Сергей Алимович, будет ли в ближайшее время решена проблема накопления мусора? Когда мы будем жить в чистом городе, где мусор утилизируется по современным стандартам? Спасибо. Я надеюсь, что в эфире вопрос был слышен лучше, чем у нас здесь в студии. Я подытожу. Речь идет о мусорном полигоне в поселке Талги. И есть ли возможность как-то решить эту проблему? И вообще проблема с мусором у нас в республике касается не только поселка Талги. В целом хотелось бы услышать. У нас в республике, на мой взгляд, сегодня 4 проблемы, без решения которых мы никуда не двинемся. Вперед мы не двинемся, потому что вперед двигаться нельзя, а назад мы тоже не двинемся, потому что дальше уже некуда назад двигаться. К сожалению. Мы уже, к сожалению, этими 4 проблемами, извините за такое выражение, уперлись в стену. И сдвинуть ее мы не сможем. Поэтому нужно только вперед идти. Как мы пойдем, я сейчас скажу. Сначала о проблемах. Первая проблема, это вы сами понимаете, что вы задаете вопросы, и сами в этих вопросах даете ответ на эти вопросы. Во многих. Первая проблема – это земельные отношения. Без определения четких земельных участков, которые положены под индивидуальное жилищное строительство, под строительство многоквартирных домов, под строительство сельскохозяйственных объектов и развитие их, под промышленные парки и под развитие промышленного производства,
под объекты сферы туризма, под иные какие-то, значит, участки, которые необходимо преодолевать при строительстве дорог, различного рода коммуникаций и так далее, мы никуда не уйдем. Но когда у нас дорога упирается в частную собственность, оттуда выскакивает человек и говорит, чтобы дорогу проложить через мой участок, вы мне должны заплатить столько-то или выкупить этот участок за столько, да, это лишено вообще всего здравого смысла. Поэтому нужно сегодня пересмотреть законность всех вот этих вот вещей, которые, к сожалению, мешают нам правильно развиваться. Итак, первая проблема – это земля. Вторая проблема – это вода. Там, наверное, еще у нас будут вопросы, они наверняка будут сегодня. Но вопросы водоснабжения, водоотведения, наверное, в Дагестане нет человека, который бы от этих, значит, нерешенных вопросов не пострадал бы. Третий вопрос – это топливно-энергетический комплекс, это газ и свет. Если у нас за неделю 160 населенных пунктов отключаются от света, причем в половине из них еще нет газа, я представляю, в каких условиях люди вынуждены пересилить вот эти аварийные периоды, да, я представляю, что они говорят о тех, кто эту проблему создал. Ничего странного в этом нет. И четвертая проблема – это мусор. На самом деле мусор. Потому что еще давно, когда-то, там, находясь на других видах службы, деятельности, да, значит, я уже слышал обидные для Дагестана названия, что это там страна летающих пакетов, да, или, значит, какие-то там еще вот эпитеты такие были. Ну, лет 15 назад, наверное. И, к сожалению, все это до сих пор сохранилось. Больше того, я считаю, что многие из этих проблем, они рукотворные, они созданы вот определенными там, деятелями, по-другому сказать не могу, в силу создания, опять же, для себя определенных благоприятных условий коммерческих. А то, что от этого страдает абсолютное большинство населения, ну, к сожалению, этим горе-коммерсантам было безразлично. Поэтому, вот, безусловно, эти вопросы, о которых я сказал, 4 проблемы, да, если мы с ними не разберемся, если мы их не решим в ближайшие годы, то у нас нет никакой перспективы развития. А значит, у нас и другого пути нет. Мы эти вопросы должны решить раз и навсегда для Дагестана. Теперь касаясь вот этой мусорной тематики. Да, действительно, свалка в Талги функционирует с 70-х годов. Требования законодательства, которые на тот момент существовали, позволяли использовать данный земельный участок для размещения твердых коммунальных отходов. Тогда они назывались бытовыми. На сегодняшний день в связи с изменениями, внесенными в законодательство, деятельность на свалке должна быть прекращена. Отходы могут размещаться только на полигонах, которые внесены в государственный реестр. Этот реестр, я, может быть, замысловато говорю, но прошу меня понять, этот реестр внести изменения мы можем только на основе территориальной, так называемой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. В Республике Дагестан этой схемы нет. Та схема, которая была, она создавалась конкретно под определенных операторов. То есть заходит оператор, нарисовал под себя схему так, как ему выгодно, как правило, не требующая от вложений каких-то, да, и по существующим тарифам вывозят эти отходы на те же, извините за выражение, свалки, которые у нас были, при этом получая определенные дивиденды. Вот такую деятельность мы вынуждены были прекратить. Но даже не мы ее прекратили, а, видимо, понимая, что на сегодняшний день те требования, которые будут предъявляться, значит, по-новому, да, значит, сам оператор, который у нас занимался вывозом твердых коммунальных отходов, свернул свою деятельность, не имея на то права. В результате чего появились уголовные дела, в том числе в отношении должностных лиц, которые занимали высокие посты в правительстве Республики Дагестан. Как эти уголовные дела закончатся, это уже, как говорится, другая история. Но то, что люди будут отвечать за тот беспредел, или, как в Дагестане говорят, за тот коллапс, который они создали, да, это однозначно. Это однозначно. Теперь,
Я бы хотел поблагодарить всех, кто вот в тяжелый такой период, в январе-феврале, откликнулся на просьбы и принял участие, в том числе в субботниках, воскресниках, которые помогли Махачкалу, Каспийск, другие города и населенные пункты от мусора очистить. Пока мы вот в авральном режиме занимались очисткой наших городов, значит, мы успели создать 2 муниципальных унитарных предприятия в Махачкале и в Дербенте, которые сегодня занимаются вывозом твердых коммунальных отходов пока по существующей схеме. Параллельно с этим, значит, мы решили вопрос с Министерством природы Российской Федерации, и сейчас с привлечением экспертов из других регионов, в том числе, мы отрабатываем хорошую, качественную схему территориальную по обращению с твердыми коммунальными отходами, где будут учтены не только городские агломерации, но и сельские поселения. Вот муниципальные руководители у нас сегодня на видеоконференц-связи, все они получили техническое задание на подготовку этих территориальных схем. Потому что до этого мы занимались вот отходами только на равнинной части, да? А в горах, в горных районах, кто куда хотел, тот туда и свалил. Причем кто выше живет, тому лучше. Вот. Он вниз все столкнул, извините за сленг, да, и все, и как бы у него все хорошо. А тот, кто вот в предгорных районах живет, у того проблемы. Он на равнину везти не может, потому что некуда. Вверх он тоже отвезти не может. И вот они вынуждены там, наши коллеги из муниципальных образований, принимать какие-то решения. Нужно должное отдать, к чести многих из них, они такие решения принимают. Вот, например, долгое время в Сергокале была свалка, прямо рядом с райцентром. Да? Сегодня на месте этой свалки разбит парк. То есть глава района нашел возможность вот, своим решением, значит, вот, эту проблему решить. Но это не системно, а мы хотим, чтобы она была решена системно. Поэтому в новую территориальную схему мы закладываем все. Начиная от контейнерных площадок в каждом населенном пункте, и в селе, и в райцентре, и в Махачкале, и в Каспийске, и в Избербаше, заканчивая просчетом километража от этой контейнерной площадки до будущих точек, где будут построены мусороперерабатывающие и так называемые временные места хранения мусора. С учетом и с обязательным исполнением всех экологических норм. Если мы их не исполним, нам на федеральном уровне эту схему не утвердят. Вот условно говоря, для того, чтобы мы эту схему, значит, завершили, у нас вот в ближайшее время пройдет очередное совещание, потом мы, наверное, проведем такой семинар с заместителем руководителя муниципальных образований, на котором те эксперты, которых мы привлекли к этой работе, доведут, как же нужно правильно обращаться с этими коммунальными отходами. И в последующем уже будем искать предмет реализации этой территориальной схемы. Саму территориальную схему мы рассчитываем закончить к осени этого года. А затем мы уже будем принимать решение. Почему я говорю будем принимать решение? Потому что его нужно согласовать с федеральным оператором, для того, чтобы мы поняли, что по одной, значит, программе у нас будут вот такие меры поддержки, по другой программе будут вот такие меры поддержки, чтобы мы могли реально этими мерами поддержки воспользоваться. У нас два выхода. Либо, значит, объявление конкурса на качественного регионального оператора, который будет заниматься обслуживанием наших твердых коммунальных отходов, либо создание республиканской организации, которая бы занималась вот этой всей историей. Я сторонник пока вот второго решения вопроса, потому что, на мой взгляд, мы должны эту систему держать четко под контролем власти, вот, и понимать, что она заработала. А вот когда она заработает, возможно, тогда мы вот эту всю историю уже передадим или акционируем, или, значит, может быть, найдем какое-то другое решение. Вот. Но вы все должны понимать, что эта ситуация находится на личном контроле председателя правительства, в моем контроле. Мы работаем с лучшими экспертами в стране, но, к сожалению, мы тоже не можем вот, по мановению волшебной палочки, значит, закрыть проблему, которая с бородой. Да? И в этом отношении нужно время для того, чтобы мы это сделали системно.
Конечно, мы можем сейчас там нагнать машин, вывести мусор, да, а завтра он там же, в этой же свалке, значит, опять накопится. Что касается конкретно Талгинской, этой свалки, да, пока она, к сожалению, будет работать. Она, к сожалению, будет работать, потому что у нас нет другого выхода. И я приношу в этом отношении и талгинцам всем извинения за то, что мы не можем сегодня... Дымит она, конечно, я вижу, что она дымит. Не можем мы создать благоприятных экологических условий. Но сегодня у нас другого выхода нет. Сегодня у нас другого выхода нет. Но я надеюсь, что мы все-таки пойдем по такому цивилизованному пути, и обращение с мусором, с твердыми коммунальными отходами в Дагестане уже в 2022 году перестанет быть проблемой. Поэтому прошу в этом отношении поддержать те решения, которые я вам довел. Другого варианта нет. Загонять сюда опять каких-то операторов, которые полгода тут зарабатывает денег и уйдет, это не вариант. Нужно подходить очень системно и по-хозяйски к этим вещам, потому что они на самом деле волнуют всех нас, поверьте, и меня не меньше, чем вас. Спасибо за ответ. Вы верно предположили, что вопросы по качеству воды поступали, их было действительно много. Качественная вода в домах дагестанцев волнует многих. Вопросы поступали из Махачкалы, из Бирбаша, Буйнакска и Каспийска. В Каспийск отправились мои коллеги. Они увидели своими глазами, как обстоит там дело с качественной водой. И после небольшого видеоролика будет вопрос от жителя Каспийска. Внимание на экран. Проблема качества питьевой воды в Центральном территориальном округе Дагестана – одна из наболевших. Перебои с водоснабжением периодически происходят в Махачкале, Сбербаше, Буйнакске. После проливных дождей, которые накрыли регион в декабре прошлого года, качество питьевой воды резко ухудшилось и в Каспийске. А когда река Талгинка вышла из берегов и частично попала в кор, из которого получают воду жители сразу нескольких городов Центрального округа, воду нельзя было использовать без кипячения. Об этом предупреждали специалисты Роспотребнадзора. Поэтому, в частности, в Каспийске был организован подвоз воды. Чтобы устранить эту проблему, власти решили завершить строительство очистных сооружений второй очереди, установить дополнительный насос. В ближайших планах строительство нового водопровода. Однако качество и регулярность подачи питьевой воды до сих пор беспокоит каспийчан. Меня зовут Гусейнов Арсен, я предприниматель, являюсь одновременно жителем и Каспийского города, и Кизилюрта. Хотел задать вопрос главе Республики Дагестан. Хочу сказать, что Каспийск в советское время это был один из лучших городов Советского Союза. И вопросы, которые последние несколько месяцев возникают с водой, они очень проблемные. Когда будет ли вообще решена эта проблема нормальной подачи холодной воды, и время уже проходит достаточно, чтобы, по-моему, решить вопрос всем соответствующим, отвечающим за данный вопрос службам города Каспийска. Ну что ж, вопрос прозвучал. Ну да, значит, на самом деле это опять же касается не только Каспийска, хотя Каспийск это один из тех городов, который наиболее, наверное, пострадал зимой этого года. У нас было отмечено 4 случая массовых отравлений по причине воды. Все 4 по причине воды. То есть это не какие-то там инфекции, не какие-то другие причины, это именно вода. И очень странно то, что в Дагестане, который из всех республик Северного Кавказа самый богатый на чистую воду, такие вещи происходят. Ну, банально, наверное, но я опять же говорил про схему обращения с мусором. У нас на сегодняшний день отсутствует еще одна схема в Дагестане. Она так и называется – схема водоснабжения Республики Дагестан. То есть источников много, но мы должны понимать, в каком источнике какой запас, так называемый дебит воды. Какой источник можно подключить сегодня к городу или к агломерации. Вот у нас крупная агломерация есть, это Махачкала, Каспийск и Сбербаш. Какой источник можно подключить на каком удалении, чтобы эта вода подавалась, и опять же, через какие каналы. И вот такой схемы у нас сегодня нет. Поэтому водоснабжение, к сожалению, происходит так хаотично. Кто откуда хочет, тот оттуда воду и домывает.
Например, для Махачкалы, для Каспийска у нас вообще основным источником водоснабжения стал канал Октябрьской революции, которому скоро 100 лет будет. Хотя этот канал Октябрьской революции строился вообще не как канал для подачи воды, он строился как мелиоративный канал, для того, чтобы использовать его для, значит, мелиоративных целей, для мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. А сегодня у нас, знаете, как в том фильме, и житница, и здравница, и кузница, да, у нас тот же самый канал Октябрьской революции. Он и дает воду, и принимает ливневку, и канализацию сбрасывает в море. Но нет другой альтернативы. К сожалению, в этом отношении дисциплинированность людей, она тоже в значительной степени подводит, потому что иногда эти отравления происходят в том числе и по причине того, что владельцы как раз домов частного производства, да, или индивидуального жилищного строительства, они сами самопроизводно осуществляют выброс сточных вод в те источники, которые являются источниками водоснабжения для других. И таким образом их засоряют. Можно оправдание этому найти, потому что системы канализования тоже нет. Но, тем не менее, наверное, в этом плане и дисциплина, вот, ответственность перед другими людьми за то, что делаешь ты, она должна присутствовать у наших с вами земляков. Это вот такие вещи, о которых я не могу сказать. Кроме того, у нас существуют объекты незавершенного строительства, которые в свое время в 2005, 2008, 2009 году были начаты по различного рода программам. По программам федеральным, по программам региональным. Ну, в частности, по программе «Юг России» было запланировано строительство четырех объектов, которые как раз касаются водоснабжения. Это очистные сооружения в Хасавюрте, в Буйнакске, в Дагогнях. И после того, как финансирование этой государственной программы было прекращено, эти объекты тоже были заброшены. И вот с 2008, там, с 2009 года на них ничего не делалось. Мы сейчас, вот благодаря тому докладу, который мы произвели в Совете Федерации, получили средства на корректировку этих проектов. Потому что возобновить строительство мы их тоже не можем. Потому что в 2008 году численность населения в том или ином городе была вот такая, сейчас вот такая. Объем потребляемой воды был такой, а сейчас он увеличился. Значит, объем очистки этой воды тоже увеличился. Если мы сегодня продолжим строительство того, что мы начали в 2005 году, оно эффекта должного не даст. Значит, нужно провести перепроектирование, нужно провести новые расчеты по этому проекту. Самым больным объектом незавершенного строительства для нас является это Махачкалинский коллектор, реконструкция которого тоже вот, на рубеже там, нулевых десятых годов была произведена, не была, значит, запланирована, но так и не была осуществлена. Сегодня этот коллектор, он просто не работает. Благодаря этому отсутствует и подача воды в должных объемах, и сбросы сточные в Каспий. Это один из важных вопросов, которые мы уже в ноябре прошлого года подняли. Вот. Я об этом докладывал и председателю правительства, и курирующему заместителю председателя правительства Российской Федерации. Мы этот вопрос долго обсуждали, пытались найти выход из сложившейся ситуации. У нас есть проект на первый этап реконструкции этого Махачкалинского коллектора. Он очень дорогостоящий, но реализовывать его надо. Поэтому в настоящий момент, вот после визита к нам министра экономического развития Решетникова и председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича, многие же видели только как бы видимую часть айсберга, да? А я вам хочу сказать, что у нас и там много в формате там, диалога, согласований различных было. Было различных согласований, те, которые по телевизору не показывали. В том числе, значит, Мишустиным уже через неделю после его поездки сюда
были даны поручения по качественному изучению, принятию решений по ситуации, связанной с водоснабжением, с водоотведением в Дагестане. У нас есть сегодня определенные проекты, мы их сейчас согласовываем. Значит, сегодня мы ищем наиболее оптимальные пути выхода из этой ситуации. Вот. Прежде всего, конечно, нам нужно принять решение по Махачкалинской агломерации, я уже говорил, это Махачкала, Каспийск, Избербаш, она более всего подвержена такому негативному воздействию этой проблемы отсутствия системы водоснабжения, водоотведения и канализации. Но, собственно говоря, и другие, нет, вот в том же самом Южном Дагестане нет района, где бы мне не задали вопрос по воде. Если я раньше думал, что эта вода касается только чистой питьевой воды, ничего подобного. Это и нужной воды для мелиоративных целей, для поливки садов, для, особенно в засушливое лето, да, для осуществления различного рода мелиоративных функций, так называемые поливочные источники. По ним тоже нужно принимать решения. Почему? Потому что есть, например, источник для водоснабжения. Вот он должен идти и подавать воду в кран. Наступает жаркое время. И люди, которые имеют сады, через которые этот источник идет, да, они начинают эту воду разбирать на полив. И то нужно, и это нужно, а источник один. И в результате получается, что мы пытаемся из одного родника решить все проблемы. Это почему? Это опять возвращаясь, с чего я начал. А потому что нет схемы водоснабжения в Дагестане. Нет разбора, где должны быть поливочные воды, где должны быть ливневый сток, а где должна быть чистая вода. У нас пока это все в одном флаконе. Я понимаю, что сегодня даже в комментариях на мой ответ многие могут говорить, что опять мы там начинаем рассказывать сказки, опять этого не будет. Ну, не получится у нас все и сразу. Не получится. Вот все и сразу, конечно, можно там, знаете, насос поставить, воду дать и сказать, вот мы всех водой обеспечили. А завтра из этой скважины ничего не пойдет больше. Она просто закончится. И получив вот такую быструю победу, да, она не даст, ничего не даст для системного решения этой задачи. Поэтому, к сожалению, мы сегодня живем в тех условиях, в которых живем, в режиме, авральном режиме или в режиме готовности к пресечению чрезвычайных ситуаций, связанных с водой. Мы готовы сегодня завозить, подавать в любых условиях эту воду, для того, чтобы граждане без воды не остались. Но для системного решения нужна программа. Эту программу мы сегодня отрабатываем вместе с федералами. Без федерального центра мы ее не реализуем, у нас не хватит на нее средств нашего бюджета. Поэтому в данный момент идет, после, еще раз говорю, посещения министра экономического развития, председателя правительства, после доклада в Совете Федерации, мы сейчас вырабатываем оптимальный вопрос, как можно быстро, качественно и за какие средства от этой проблемы уйти. Я хотел бы в этом отношении поблагодарить руководителей и Махачкалы, и Каспийска, потому что как бы их ни критиковали, но в той ситуации, в какой они оказываются иногда подчас связанные с аварийными такими процессами, да, они уже научились и весьма быстро, в короткие сроки принимают решения с учетом создания этих аварийных ситуаций. Хотелось бы, конечно, чтобы их было как можно меньше, хотелось бы, чтобы мы как можно быстрее нашли решение для этой проблемы и быстрее ее реализовали. Но здесь скорость иногда вредна, потому что из всех решений должно быть принято одно оптимальное, верное, потому что это очень дорогостоящая цена вопроса очень высока. И ошибиться и вложить средства туда, что потом не даст результата, мы просто не имеем права. Просто не имеем права. Второй раз нам никто этих средств не дал. У нас сегодня-то их нет пока еще, да? Но мы сегодня должны дать такие обоснования, чтобы мы получили эти средства и вложили их правильно для того, чтобы мы эту проблему сняли раз и на многие годы вперед. Спасибо.
Спасибо за ответ. Итак, я напомню, что в нашей студии есть гости. Рабазан Рабаданов, житель поселка Новый Хушет. Передайте, пожалуйста, микрофон. Мы бы хотели услышать ваш вопрос. Салам алейкум, приветствую всех. У нас связана проблема со светом. Новый Хушет, Дзержинская улица, у нас нет трехфазной линии электричества. Уже сколько лет мы этим проблемой, уже, можно сказать, даже 10 лет. Куда бы мы ни обращались, начиная с района, поселковой администрации, района, городского, обращаемся, у нас везде один ответ, что денег нету. Мы совместно с жителям улицы собрали деньги, установили столбы и временно потянули электричество. Но в чем у нас проблема получается? За то, что мы потянули одну фазу, у нас очень большие перепады там бывают. Особенно зимний и летний момент. Хотелось бы, чтобы обратили внимание и как-то помогли нам в этом проблеме. Ну, я бы хотел этот вопрос адресовать Салману Кадиявовичу, потому что здесь дело, по-моему, не в трехфазном и не в однофазном подаче электроэнергии. Да? Это совсем, по-моему, другая история. Пожалуйста, Салман Кадиявович. Сергей Леонидович, у нас в рамках работы проводим по повышению устойчивости энергоснабжения во всех поселках. Намеченные планы работы. В прошлом году мы установили 22 трансформаторных пункта, а также 30 километров силового кабеля. В этом году у нас тоже эта работа запланирована, и Хушет тоже туда включен, Сергей Леонидович. Тоже будем в тех поселках, где у нас надлежащим образом электрооборудование не оборудовано, устанавливать и трансформаторные пункты, а также обновлять кабеля, там, где жителями стихийно они были смонтированы. А как мы так докатились-то, что у нас люди за свои деньги покупают и устанавливают столбы? Мы как до этой докатились ситуации? Что их никто не... Понимаете, здесь вопрос даже не в том, что у них света нет. Здесь я бы заострил внимание на другом вопросе, что их никто не слышит. Их никто не слышит. Вот если бы к этим людям кто-то приехал и сказал бы: уважаемые, вот мы запланировали такие-то средства на такой-то период, вот тогда-то у вас будет свет. На сегодняшний день давайте мы примем какие-то временные меры. Давайте мы на сегодняшний день какую-то, создадим временную схему подачи электричества. Есть же специалисты, которые отвечают за жилищно-коммунальное хозяйство в городе, в том числе в Хушете. А то у нас получается так, что Хушет, Талги, там, я не знаю, Ленинкент, это вроде как и не Махачкала. Давайте как-то более конкретно, я вас попрошу. Вы дайте ответ, когда у людей будет свет. Почему они вынуждены свои средства... Вы сколько получаете? Сколько зарплатной платы имеете? Да. Так в сфере торговли работаю. Ну сколько? 10, 20? Так 20, может 25. Вот. Из тех 20 тысяч, которые он получает и вынужден, содержит семью, он вынужден еще на столбы, что ли, скидываться? Это что, обязательство людей? Я хочу всех вот этих руководителей муниципальных образований предупредить. К сожалению, я с этими проблемами столкнулся. Вы должны людей слышать. Не слушать, вы их все слушаете. Вы их должны слышать. И проблемы должны их слышать. И помогать эти проблемы решать. И вот этот ответ, который я сейчас от мэра услышал, он меня не очень, честно говоря, удовлетворяет. Он не очень. Конкретно по Хушету. Что по Хушету? Что по восстановлению электричества в Хушете? Сергей Ильич, вы спросили, как такая ситуация сложилась. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что гарантирующим поставщиком, филиалом АО «Росэнерго» не выполняет свои обязательства по электроснабжению потребителей надлежащим образом. Из-за этого в таких наиболее проблемных аварийных участках подключаемся мы и выполняем эту работу. Плановый период завершения работы до конца ноября текущего года. Мануэл Людовикович, вы слышите меня? Да, Сергей Ильич, слушаю вас. Это вице-премьер, который курирует в том числе проблемные вопросы в сфере энергетики.
Я попросил бы вас вот по Хушету разобраться конкретно с господином Абдурашидовым, с ДАК-Энерго. Вот, и оптимальный срок по Хушету, там, где люди свои деньги уже затратили, оптимальный срок, это конец мая. Вы ему, пожалуйста, обозначьте вот этот срок. Хорошо? А теперь вот я бы хотел несколько прокомментировать вам ситуацию, которая у нас в сфере топливно-энергетического комплекса имеется. Это одна из этих 4 проблем, которые я обозначал, по которой мы тоже не можем сегодня не принимать решения. Решения должны быть разные. Любые решения нам сегодня выгодны. Вот мы вчера с компанией Хевел договорились о подписании соглашения. Это не единственная компания, которая будет заходить в Дагестан в качестве инвестора. Я тоже уже там прочитал критику там, в свой адрес, что мы в очередной раз опять землей торгуем, там еще чем-то. Да? Ну, может быть, не знаю. Давайте посмотрим. Солнечная энергетика. Да, это солнечная энергетика. Значит, я хочу сказать, что на самом деле вот эти все заявления от диванных профессионалов, да, они не очень приятны, конечно. Но, с другой стороны, давайте мы будем делать так, как считаем нужным, для того, чтобы выбраться из этой кризисной ситуации. Я вам приведу один пример. Может быть, Манвел Людвигович меня поправит, но я скажу, что у нас за несколько лет потребление энергии в Республике Дагестан увеличилось практически вдвое. Так, да, Манвел Людвигович? Сергей Ильич, мы входим в количество регионов лидеров по росту потребления электроэнергии, и на сегодняшний день потребление почти вдвое превышает производство электроэнергии на территории республики. Там некоторые говорят, да как, зачем нам эти солнечные батареи, мы там до Сочи можем всех электричеством обеспечить. Да, наверное. У нас сегодня 17 гидроэлектростанций. Это большое количество гидроэлектростанций. Но, еще раз повторяю, вот Манвел Людвигович сказал, что у нас потребление энергии вдвое превышает возможности по производству энергии. Поэтому мы за последние 2 месяца бьемся во все двери. Мы уже были, докладывали об этой проблеме Михаилу Владимировичу Мишустину. Я встречался с вице-премьером Александром Валентиновичем Новаком, с министром энергетики Шульгиновым. Мы в этом отношении на короткой ноге с Россетями. Но этого не хватает, потому что на сегодняшний день, помимо того, что у нас увеличилось потребление энергии, у нас в энергетическом комплексе такая же ситуация, как со школами. У нас в основном все объекты имущественно-энергетического комплекса относятся к рубежам 50-х, 60-х годов. Но некоторые чуть позже были построены, когда электричество тянули там в сельские районы. Они, конечно, ничего не выдерживают, ни ветра, ни снега, ни других каких-то погодных условий, которые выводят их из строя. Поэтому по 160 населенных пунктов отключаются от электричества. Поэтому мы здесь двигаемся по 2 направлениям. Первое направление – это поиски новых источников энергии для того, чтобы можно было не столбы покупать, а получать энергию из других источников, независимых от электросетей существующих. А второе – это, безусловно, качественное содержание и ремонт тех сетей, того сетевого хозяйства, которое у нас сегодня есть, равно как и газового. С этой целью у нас, во-первых, создана комиссия при главе, на которой мы все эти вопросы, включая многие другие параметры, обсуждаем. И в ближайшее время мы будем проводить совещание по поводу итогов отопительного сезона 2020-2021 года и задач на подготовку к отопительному сезону, к зимнему периоду 2021-2022. К сожалению, таких совещаний не проводили раньше. А у нас каждый муниципалитет должен заактировать готовность своего муниципального образования к отопительному сезону, к зимнему сезону. Каждое министерство, которое за это отвечает, должно доложить о готовности. Ресурсоснабжающие организации газа, энергетики, какие-то другие, должны доложить о том, что их объекты готовы.
А если не готовы, то на случай непредвиденных обстоятельств подготовлены аварийные команды. Министерство по чрезвычайным ситуациям должно доложить, что оно готово к этому и так далее. Минздрав должен говорить о том, что больницы готовы к зиме. Минобр должен доложить о том, что школы готовы к зиме. Если мы эту работу, мы ее начинаем в мае. Если мы ее в мае начнем, у меня тогда есть уверенность, что к октябрю мы придем с какими-то все-таки позициями, где что-то подлатаем, что-то подремонтируем, что-то отремонтируем, что-то заменим. Если мы каждый год это будем делать, то каждый год вот так вот поэтапно мы будем все эти объекты выводить на должный уровень. А что касается объектов, вот, по которым мы вчера договорились подписать соглашение, ну, может быть, мы лучше всех, конечно, да, но при этом я вам должен сказать, что Чеченская республика, Ставрополь, Астрахань, Калмыкия, они все подобные объекты имеют, потому что это является резервом для дополнительного источника энергии. Особенно вот эти вещи важны для тех хозяйств, которые у нас находятся в отдалении, на удалении от основных, значит, сетевых, значит, ресурсов. Это прикутанные хозяйства, это земли отгонного животноводства. Там же людям тоже свет нужен. Это горные районы. Больше того, если у нас получится, я вот сегодня говорил про вот эти модульные школы, садики, мы попробуем и на них тоже солнечные батареи устанавливать. Для того, чтобы у них был тоже автономный источник энергоснабжения, что не потребует потом подводить к нашим аварийным сетям, значит, эти вновь построенные объекты. Поэтому это хорошая перспектива, на мой взгляд. И никто не говорит, что мы сейчас головой в омут туда упадем. Мы попробуем. И если эта инвестиция будет действительно для Дагестана нужной, значит, мы ее тогда будем развивать. Еще раз хочу принести всем свои извинения за те условия, в которых мы перезимовали эту зиму. Постараемся с учетом принимаемых мер с лучшими позициями войти в зиму. Что касается газа и электроэнергетики, то Манвел Людвигович Можонс, который сегодня является вице-премьером, в очень таких, скажем, плотных деловых партнерских отношениях со всеми ресурсоснабжающими организациями нашей страны. Это и «Газпром», и «Россети», и «Русгидро». Вырабатывается сейчас единый подход к их инвестициям, потому что вроде бы они инвестиции обещают, и они даже есть. Но результат вложения этих инвестиций в предыдущие годы почему-то был плачевным. Мы хотим, чтобы сегодня эти инвестиции от госкорпораций, энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, вкладывались так, чтобы мы все с вами вместе почувствовали от этого результат. Спасибо. Спасибо большое за ответ. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить и задать свой вопрос главе республики. И номер прямого эфира 69 44 76. Итак, мы принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Алимович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я жительница Махачкалы, хотела бы узнать, почему у нас в республике не выплачиваются детские пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Может, вы отойдете подальше от телевизора? По всей стране выплачиваются, а у нас только до 1,5 лет. Попробуйте еще раз. Меня совсем не слышно? Так, ну... Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему у нас выплачиваются детские пособия по уходу за ребенком до 3 лет? Спасибо за вопрос. Почему? Да, но давайте я опять же попрошу Зумруд Мужаидовну, она сегодня такая наиболее надежная помощница. Дело в том, что здесь нужно делать ссылки на некие позиции федерального и республиканского законодательства, поэтому я хотел бы попросить ее, чтобы она на этот вопрос ответила, а я потом прокомментирую. Пожалуйста, Зумруд Мужаидовна. Дело в том, что это выплачивается за счет федеральных средств, и оно выплачивается до 1,5 лет. Это ежемесячное пособие. Но кроме этого есть еще ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка, первого ребенка. Она уже выплачивается до 3 лет. То есть вот все возрастные категории, они оплачены, начиная от единовременного пособия в связи с рождением ребенка,
от 8 до 16 лет. Вот эти как вот поставила значит, заявительница, до 3 лет они не предусмотрены, выплаты по уходу за ребенком. Причем выплачиваются они независимо от дохода семьи. Спасибо. Ну, я этот вопрос ожидал, потому что подобные вопросы были в том числе от наших граждан в Инстаграме. Я попросил специально вот на этот вопрос ответить Зумруд Мужаидовну, потому что мы с ней буквально недавно, с учетом в том числе поступивших вот ко мне вопросы, эту проблему обсуждали. Я что бы в этом отношении хотел порекомендовать? С учетом того, что в послании президента Российской Федерации целый раздел был посвящен вот, поддержке семьи, поддержке детей, я бы хотел следующее порекомендовать нам всем. Давайте мы сейчас на основании вот того, что в послании были даны поручения правительству Российской Федерации, мы уже с Зумруд Мужаидовной об этом говорили, дождемся нормативных актов правительства Российской Федерации, который определит новый или, скажем так, уточненный порядок выплат. Вот. Все это дело суммируем, в том числе августовские выплаты к 1 сентября, в том числе те выплаты, о которых значит, президент говорил, которые должны начаться с 1 июня. И потом, Зумруд Мужаидовна, мы должны дать подробное разъяснение по всем выплатам, которые осуществляются в интересах семьи, в интересах детей. Через ваши структуры, возможно, через наши сайты. Если есть необходимость, а она, скорее всего, есть, давайте мы запланируем с коллегами значит, брифинг, на котором дадим разъяснение по всем выплатам. Потому что вот тот вопрос, который сегодня прозвучал, они звучат, эти вопросы, но в разной риторике. Поэтому давайте мы все это дело соберем, обобщим, и я бы хотел, после того, как акты нормативные правительства Российской Федерации выйдут, чтобы мы провели отдельный брифинг, на котором бы подробно проанонсируем его, чтобы все заинтересованные люди были значит, вовлечены в это обсуждение. И на этом брифинге тогда дадим все пояснения. Анатолий Шамсудинович, я вас хотел бы попросить, чтобы вы в том числе подготовкой подобного мероприятия занялись. Хорошо? Спасибо. Вопрос, поступивший на WhatsApp у Эрзимана Джарулаева из Сулейман-Стальского района. Далеко непростая ситуация, и вот что он пишет. Я инвалид, нуждающийся в постоянном лечении лекарством Бараклют, но Минздрав не выделяет мне это лекарство, хотя есть судебное решение о его выделении. У меня на иждивении 3 несовершеннолетних ребенка. На месяц лечения требуется 12-13 тысяч рублей, а пособие по моей инвалидности 10 тысяч. Уважаемый Сергей Алимович, прошу вас дать указание обеспечить меня лекарствами в полном объеме. Вот такая вот просьба у Разимана Джарулаева. Вынуждены перед вами извиниться за нерасторопность наших чиновников, равно как и перед всеми, кто в том числе в Инстаграм ко мне обращается за поддержкой по поводу лечения или выделения лекарств. Особенно это касается детей и инвалидов. Я сейчас не буду перечислять, какие лекарства, иногда трудно на самом деле это название даже произнести, потому что они настолько редкие, как и редкие болезни, которые, к сожалению, нашим землякам сопутствуют, да, иногда. Буквально вчера я проводил совещание, скажу, что достаточно жестко поставил условия Минздраву. На все обращения по поводу несвоевременного выделения или оказания медицинской помощи инвалидам, детям, матерям, пожилым людям должно быть немедленное реагирование. Особенно по тем, которым положено выделять по квотам или по субсидиям, по другим значит, каким-то мерам поддержки лекарства людям, которые, к сожалению, страдают редкими заболеваниями или заболеваниями, по которым должны приниматься решения. И они уже приняты. Поэтому я еще раз хочу повторить то, что я вчера сказал. Вот эти жалобы, обращения, которые сегодня поступают по несвоевременному выделению лекарств, по несвоевременному оказанию квотированной медицинской помощи, по несвоевременным обращениям к людям старшего поколения или детям будут приниматься самые жесткие меры. И к самой жесткой ответственности виновные будут привлекаться. Что касается вашей ситуации, значит, Министерству здравоохранения до 30 апреля этот вопрос закрыть.
закрыть этот вопрос, потому что, помимо всего прочего, вы еще и рискуете с неисполнением судебного решения, о котором заявитель говорит. Закрыть этот вопрос. А мне доложить отдельно, чтобы это не публично было, по чьей вине до сих пор судебное решение по обеспечению лекарственными препаратами инвалида не выполнено. Все понятно? Спасибо. А следующий видеоматериал у моих коллег телеканала ГТРК Дагестана о создании элементарных условий жизни для жителей селения Мамрач Сулейманстальского района, а именно решение затянувшегося вопроса, связанного с проведением газопровода. Вот, жителям приходится отапливать свои дома по старинке, к сожалению. Ну, все подробности в следующем материале. Внимание на экран. 4 года прошло с тех пор, как газопровод, проходящий рядом с селом Новый Мамрач в Сулейманстальском районе, заглушили. С тех пор жители населенного пункта, к слову, находящегося у федеральной трассы Кавказ, ждут продолжения работ, а его, по словам местных жителей, не предвидится. По заявлению подрядчиков, деньги, выделенные на проект, закончились, а это, как утверждают мамрачане, ни много ни мало 15 миллионов рублей. Работы по газификации завершились, едва дойдя до села, а вот нелегкие будни сельчан продолжаются. Бабушки с внуками заготавливают дрова на сезон, а неравнодушные жители борются за свое право иметь газ в домах. А пока он только в баллонах, а его хватает ненадолго. Еще одно топливо, уголь, жители также не могут купить, его попросту здесь не продают. В семьях уже наладили, по признанию сельчан, ночной график дежурств по поддержанию огня, причем за теплом в очаге следят и стар, и млад. Надо отметить, что в соседнем селе, по ту сторону трассы, газ уже есть. А здесь, в Новом Мамраче, только заглушенная труба, открыть которую надеются с помощью нового руководства региона. Очень огромная просьба к вам, чтобы вы на нашу проблему в первую очередь обратили внимание, Сергей Алимович. Куда только мы не обращались. И до вас, которые президенты, все знают про нашу проблему. Мы вас очень просим, пожалуйста, займитесь нашей газификацией. Вот подвели как бы к селу, но село не газифицировано. Вот сделайте, пожалуйста, нам такое доброе дело. Да, спасибо, я понял. А что, Мандел Ильич, я так понимаю, там магистральный проложен, да, газопровод? Сергей Ильич, там межпоселковый проложен, а в самом селе... Не слышно. Нам не слышно. Сергей Алимович, меня слышно? Очевидно, у нас какие-то технические сложности. Пока мои коллеги пытаются их исправить, мы продолжим наш эфир. Итак, в принципе, можно, наверное, сформулировать ответ таким образом. Это опять же сопряжено с посланием президента. Вы, наверное, те, кто внимательно его слушал, значит, там был целый раздел, посвящен вопросам, связанным с газификацией регионов Российской Федерации. И Владимир Владимирович поставил задачу, чтобы на сегодняшний день мы приняли меры для подведения газа до каждого двора. Вот это как раз та история, где, наверное, вот эта мера поддержки должна заработать. Кроме того, у нас на сегодняшний день в Дагестане, ну, в общем-то, неплохая ситуация с газификацией в целом. Но до сих пор есть районы или в районах есть отдельные села, куда газ не подведен. Мы в декабре прошлого года с «Газпромом» подписали соглашение на 5 лет о газификации, дальнейших мерах по газификации Дагестана. Надеюсь, что ничего не помешает нам в этом году приступить к реализации этого соглашения. План по газификации на сегодняшний день отрабатывается и согласовывается. Вот. Что касается непосредственно вот заявителей и обращения по этому видеосюжету, я попрошу Манвела Людвиговича, пожалуйста, с главой Сулейман-Стальского района свяжитесь. Вот это как раз та история, когда мы можем именно начать и выполнить поручение, указанное в послании президента, когда от магистрального провода мы можем довести его до распределения по селу. Надо разобраться в деталях, потому что, во-первых, мы не все услышали, вот, а во-вторых, наверное, там есть какие-то вещи, которые в любом случае по работе
по развитию газового хозяйства Республики Дагестан, мы этот вопрос можем закрыть. Поэтому я попрошу вас с нашими коллегами из «Газпрома», значит, связаться, уточнить и через главу Сулейман-Стальского района дать пояснение по этому вопросу непосредственно заявителям. Есть, Сергей Олегович. Спасибо. Спасибо. Ну а я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть возможность принимать звонки. Телефон 69 44 76, и вот мне подсказывает редактор, что есть очередной дозвонившийся житель Дагестана. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня Джабраилов зовут, поселка Тарки. Вопрос, не хочу вспоминать прошедшие события, но тема наркотиков среди молодежи напрямую связана с свободным временем, досугом молодежи. Для нашей молодежи нет созданных культурных и спортивных площадок. Вот у нас в поселке Тарки даже в единственной средней школе номер 19 нет футбольного газона. Дети проводят физкультуру на разбитом асфальте. Футбольная площадка в школе – это какая-то занятость для всей молодежи. Прошу вас, Сергей Алимович, обратить на эту проблему внимание. Оказать помощь не только в виде футбольной площадки у нас в поселке, но в целом должна быть программа досуга для молодежи. Должна быть возможность каждому себе, наверное, куда-то пойти и чем-то заняться. Если такая возможность, поддержать нас, помочь нам. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, спасибо. На самом деле я тоже много вопросов получаю, и в том числе по развитию, вот, строительству сети спортивных площадок, в том числе и футбольных. На самом деле для Дагестана футбол, на мой взгляд, такой же любимый вид спорта, как и единоборство. И успехи наших футболистов, которые до сих пор в ведущих клубах продолжают играть, они очевидны. Как и то, что у нас многие хотят играть в футбол. Наверное, это пока еще не может быть публичным заявлением официальным, но мы сегодня проводим работу по возрождению футбола в Республике Дагестан. Мы эту работу активно ведем. Недавно подписали соглашение с Российским футбольным союзом. В том числе этим соглашением предусмотрено строительство футбольных полей в районах республики. На сегодняшний день мы отрабатываем концепцию развития футбола. Мы бы хотели, чтобы у нас на сегодняшний день футбол в Дагестане развивался снизу вверх. То есть, чтобы мы не шли по пути создания там, одного топового клуба и, значит, все на него работали в этом отношении, а наоборот по-другому. Чтобы у нас футбол начинал развиваться вот с таких площадок, о которых сейчас сказал наш земляк из Тарки. Именно на этих площадках потом вырастают мастера большого спорта, да? Но они должны все пройти через районные соревнования, школьные соревнования, межрайонные соревнования, для того, чтобы потом получить отбор и право играть в той команде, которую будет представлять республику в различных футбольных лигах. Может быть, даже в премьер-лиге, почему нет. Такие серьезные амбиции на самом деле есть. В этом отношении мне очень хорошо помогает советами и консультациями Гаджи Муслимович Гаджиев. Вот. Мы недавно на должность заместителя министра спорта назначили Будунова, известного нашего футболиста, который как раз и занимается сегодня развитием, вернее, планом развития футбола в Республике Дагестан. И вот ваша просьба, она, конечно, соответствует тому, что мы планируем делать. Давайте, в том числе и, может быть, и по вашему заявлению, коль мы по-любому предусматриваем создание футбольных площадок и футбольных полей в регионе, я хотел бы попросить министра спорта, вот у нас буквально послезавтра будет по этому поводу совещание, посмотрите, пожалуйста, наши возможности, давайте мы ребятам поможем, пусть у нас в Тарках будет вот такое поле, потому что рано или поздно мы все равно его построим. Давайте мы сделаем это несколько раньше, с учетом того, что сегодня к нам обратился с заявлением. Я, к сожалению, не расслышал имени, вот, но наверняка это молодой человек, который сам на этом поле будет играть в футбол. Спасибо.
Сергей Алимович, к нам поступают не только проблемные вопросы. Вот в продолжение темы житель из Бирбаша пишет: Дагестан спортивная республика, и вы, как человек военный, наверняка ведете здоровый образ жизни. Скажите, каким видом спорта вы увлекаетесь? Футболом? Да нет, наверное, я бы не сказал, что футбол. На самом деле я в такой спортивной семье вырос. У меня отец тоже был военный. Он, кстати, играл в свое время в «Динамо» Махачкала в футбол. Вот. Но я немножко по другим видам спорта пошел. Когда-то у меня было разряд кандидат в мастера спорта, звание мастера спорта. Потом, когда я уже служил в армии, безусловно, служба в армии, она не может не предполагать занятий спортом, поэтому я занимался спортом уже в большей степени, наверное, прикладными видами, которые были необходимы для этой профессии. Поэтому, конечно, весь период службы в армии он сопряжен с занятиями спортом и с тем образом жизни, который эта служба предполагает. Стараюсь сегодня поддерживать себя в форме, но, наверное, к активным спортсменам я сегодня не отношусь, в большей степени, наверное, к физкультурникам, к чему и призываю всех жителей Дагестана, большинство из которых придерживается здорового образа жизни, что, собственно говоря, отражается положительно на той динамике, которую мы сегодня имеем в спорте. Нам, конечно, нужно больше иметь спортивных площадок, нам, конечно, нужно иметь больше спортивных залов. Я думаю, что сегодня с руководством Министерства спорта мы эти вопросы будем активно продвигать. Есть, конечно, проблемы в финансировании этих проектов, есть проблемы в понимании ряда этих проектов, но думаю, что вы все знаете нашего министра спорта. Это выдающийся спортсмен, человек, который, возглавляя Федерацию вольной борьбы, многих ребят привел к тем показателям, которые он сам в свое время добился и достиг. Поэтому я надеюсь, что у нас при полном понимании проблем есть и полное понимание задач, которые помогут нам эти проблемы решить. Спасибо. Спасибо. У нас свой вопрос. Отправил Рашид Гасангусейнов в город Махачкала. И вот что он спрашивает. Нельзя ли построить набережную в Махачкале от лечебно-оздоровительного центра «Белый медведь» до Народной аллеи, названной в честь медиков? Мы с Салман Кадиявовичем буквально 30 числа, я иногда достаточно жестко с него спрашиваю, но тем не менее я считаю, что мы совместными усилиями все-таки определенные вещи двигаем в Махачкале. И у нас 30 числа будет с ним встреча, где мы скорректируем план развития города на ближайшие годы. И я хочу вам сказать, что у нас есть люди, которые, собственно говоря, в плане реализации своих инвестиционных программ готовы способствовать тому, чтобы именно этот участок превратить в хорошую, качественную городскую набережную. Я думаю, что мы 30 числа с этими инициаторами тоже повстречаемся и примем решение по реализации их инвестпрограмм для создания хорошей прогулочной зоны именно на том участке, о котором заявитель говорит. Как только мы это решение примем, оно будет передано в публичную плоскость, и мы его доведем до всех жителей. Так, да, Салман Кадиявович? Да, Сергей Ильич, абсолютно верно сказали. Мы сейчас занимаемся разгрузкой земельно-правовых отношений на этом участке. Также мы заложим деньги на разработку концепции и будем, как вы сказали, двигать этот проект для горожан. Спасибо. Но в продолжении темы отдыха видео-вопрос от гостей нашей республики, которых мы с нетерпением ждем в новом туристическом сезоне. Внимание на экран. Уважаемый Сергей Алимович, мы привезли в ваш край 42 предпринимателя из России. Это лучшие, богатейшие люди России для одной единой цели. Для того, чтобы здесь, наконец-то, возродить небывалый туризм. Дагестан красивая, клевая, гостеприимная, можно назвать, страна. И мы ее на самом деле полюбили благодаря нашей принимающей стороне. Давайте все трижды скажем спасибо за этот прекрасный тур в Дагестан. 3-4. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Сергей Алимович, хотелось бы обратить внимание на село Гамсут и сделать все возможное, чтобы ее включить как памятник объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Дербент мы включили, надеемся, что в ближайшее время и Гамсут будет включен в список памятников культурного наследия. Очень. Я вот насчет ЮНЕСКО, это шутка или это на самом деле вопрос такой? Хотят, наверное. Ну, я бы, например, не пожелал сегодня его включать в памятник ЮНЕСКО, потому что это сопряжено с серьезными трудностями финансирования. И как только мы получаем вот такой очередной памятник, мы сразу теряем возможность финансировать развитие этого объекта из муниципального и республиканского бюджета. А когда мы обращаемся к другим, значит, распределителям бюджетных денежных средств, они говорят, что, к сожалению, у нас на эти объекты денег не предусмотрено. Поэтому пусть пока лучше будет так, как будет. Давайте мы его будем условно считать памятником ЮНЕСКО, да, вот, по тем доброжелательным отзывам, которые мы услышали от туристов. А финансировать мы все-таки будем из своего бюджета, так будет проще его развивать. Теперь, собственно говоря, вопрос, да, он как прозвучал у нас, кроме памятника. Я думаю, что это, в общем-то, вопрос в целом по развитию туризма, да, в Дагестане. Вот Дагестан таким востребованным стал, не, знаете, у нас обычно говорят, что вот пандемия привела к тому, что в Дагестан поехали туристы. Ничего подобного. Я знаю многих людей, которые уже, наверное, больше 10 лет сюда ездят и не ездят больше никуда. Вот. Или если куда-то еще ездят, то обязательно у них в плане годовом выездов за пределы мест своего проживания обязательно значится Дагестан. Причем многие ездят в одно и то же место, многие ездят по разным местам, многие открывают для себя, несмотря на то, что много раз уже в Дагестане были, какие-то новые площадки, новые истории, новые объекты. Это действительно так, потому что я считаю, что у нас богатейшая республика и по историческим объектам, и по памятникам культурного наследия, и по природным памятникам, и по востребованности этнического туризма, да, гастрономического туризма, какого угодно. Вот все, что можем мы сегодня отнести к сфере туризма, у нас есть. Кроме одного. У нас, я уже об этом говорил недавно в интервью, у нас туристической индустрии нет сегодня. Я бы ее заменил, и я уже тоже об этом говорил, извините, что я повторяюсь, у нас сегодня в Дагестане присутствует индустрия, именно индустрия гостеприимства, вот о чем ребята сейчас говорили. То есть у нас любой человек может приехать в Дагестан и гостеприимство получить столько, что этого хватит на многие там годы вперед, ну, по крайней мере, до следующей поездки точно. И они эмоционально уезжают отсюда настолько в приподнятом настроении, понимая, что оказывается, есть еще и уголки природы, и те уголки, где люди совершенно другие, с теми нравами, традициями, если хотите, понятиями, которые уже давно перестали быть стилем жизни в других регионах России. Многие удивляются, когда их бесплатно кормят. Вот у нас буквально недавно мы получили информацию о том, что люди, проезжающие по Унсукульскому району в автобусе, да, значит, были остановлены инициаторами фонда «Инсат». Их в буквальном смысле заставили выйти, да, выйти из автобуса, значит, посадили там шатры, покормили, значит, напоили, рассказали какие-то хорошие, добрые истории. Да, они вообще в шоке пребывали, потому что это никакими программами запланировано не было. Это была именно вот такая гостеприимная инициатива. Огромное спасибо этому фонду за то, что вы так поддерживаете репутацию Дагестана на высоком уровне. Это на самом деле здорово. Тем более, все это происходит вот в данный период, в период поста. И, собственно говоря, люди, которые приезжают сюда на экскурсию, да, они видят, что как бы те традиции, которые приемлемы для
мусульман для нашей республики, да, они абсолютно доступны, вернее, все вот эти как бы проявления гостеприимства, они абсолютно тем, кто сюда приезжает в гости. Вы сейчас рассказываете, я вспомнила, у нас в эфире был материал о том, что в одном из районов, к сожалению, сейчас не вспомню в каком, поставили небольшую будку. И местные жители готовят еду, ну, кто чем богат, приносят напитки, воду, и все это остается там, ну, как бы без присмотра. Ну, может быть, один человек есть, который приглашает путников и говорит, что вы можете совершенно бесплатно, если вы проголодались, подкрепиться, поесть, угоститься и двинуться дальше. И это просто отлично, мне кажется. Ну, вот еще одно доказательство. Да, это как раз и есть вот это высочайший уровень гостеприимства, который в Дагестане присутствует. Но нам бы хотелось на сегодняшний день, чтобы у нас все-таки появилась индустрия туризма. Мы сегодня всем этим располагаем условиями, потенциалом, перспективами. Да? Поэтому на одном из совещаний, которые были посвящены развитию Дагестана, это предусмотрено в том числе у нас в стратегии развития Дагестана, которую мы сегодня отрабатываем, туризм занимает одно из ведущих мест. Мы рассматриваем сегодня 5 потенциальных кластеров туристических. Еще раз говорю, по ним решение пока не принято, потому что, чтобы принять решение, нужно очень четко и внимательно провести все расчеты по возможностям, по дорожной сети, по коммуникациям, опять же, по обеспеченности этих районов инфраструктурными ресурсами. Но, тем не менее, мы для себя видим 5 вот таких потенциальных районов. Это Дербент, безусловно, как историко-культурный туристический кластер, который сегодня развивается и получает поддержку как от частного инвестора, так и от государства. Это прибрежный кластер для развития так называемого пляжного туризма. Да? Это горный кластер, в котором мы в основном видим объекты, сейчас которые нам продемонстрировали, да, это ГУНИП, это другие, такие точки притяжения туристических в горных районах. Это, безусловно, Сулавский каньон и прилегающие к нему территории. И 5-й такой... Очекольские озера. 5-й, да, этой точкой притяжения туристов мы видим Очекольские и Нижнетирские озера. Везде сферы туристической деятельности, они разные. Здесь пляжные, здесь, рыболовецко-охотничий, да, здесь где-то, возможно, больше сопряженный, в том числе с экстремальными какими-то задачами. Поэтому они везде разные. Но для того, чтобы создать индустрию, необходимо 3 основных параметра. Первое, должна быть создана туристическая инфраструктура, основой которой являются гостиничные комплексы или гостиничные хозяйства. Они не обязательно должны быть 4-5 звездочными. Для наших гостей они могут быть вполне уровня 3 звезд, потому что здесь, в Дагестане, настолько подвижные все эти вещи, да, что человек должен переночевать, позавтракать и, возможно, поужинать. Все остальное он делает в дороге, потому что он перемещается по тем местам, которые ему интересны. Второе, это, конечно, объекты инфраструктуры, которые помогали бы добраться до наиболее посещаемых мест. Это, безусловно, дорожная сеть, сеть заправок, различного рода придорожных кемпингов или каких-то других точек, обеспечивающих переезд или такую локацию от места проживания к месту, как объекту туризма. Сергей Алимович, у наших коллег есть видеоматериал, который как раз продолжает тему, о которой мы сейчас говорим. Да, давайте посмотрим, да, с удовольствием. В Гунипском районе по дороге в одно из самых посещаемых мест старинный аул Гамсутыль упала в обрыв машина с туристами. Девушка погибла, 3 мужчин были госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. В январе этого года в Хунзахе на водопаде Табот гид сорвался с обрыва и погиб на глазах туристов во время экскурсии. В ситуации, когда одни едут за яркими впечатлениями, а другие делятся ими, трагедий можно избежать. Нужно лишь сделать подъездные пути и смотровые площадки безопасными.
Дагестан на туристической карте России уже который год один из часто посещаемых регионов. С июля прошлого года после смягчения ограничительных мер Дагестан посетило более 800 тысяч человек. Количество турмаршрутов увеличилось до 45. Однако горные районы – это места повышенной опасности. Часто меняется погода, здесь бывают грозы, снегопады, метель и сильные ветры. На человека влияют перепады высот, температур и повышенная активность солнца. На маршрутах при подъеме в высокогорных районах и спуске возможны наледь и камнепады. И зачастую это становится причиной несчастных случаев. Там, где открываются красивые виды, туристы непременно хотят снять себя на камеру. Главная задача – организовать комфортное и безопасное для людей пребывание на объектах туристического показа. На смотровых площадках должны быть балконы, оборудованные перилами, а дороги к каждому туробъекту должны быть широкими, иметь разметку и хорошее освещение. Уважаемый Сергей Алимович, меня зовут Расул Куртаев, я руководитель туристической компании. Занимаюсь развитием туризма по Дагестану уже более 16 лет. С каждым годом в Дагестан приезжает все больше и больше туристов. Но, к сожалению, состояние горных дорог, состояние смотровых площадок, куда больше приезжают туристы, они оставляют желать лучшего. В последнее время участились несчастные случаи из-за состояния горных дорог, из-за обвалов на этих горных дорогах. Огромная просьба к вам. Обратите, пожалуйста, внимание на состояние безопасности этих достопримечательностей, смотровых площадок и горных дорог. Это поможет привлечь еще большее количество туристов в Дагестан. Ну что ж, вопрос прозвучал. Да, ну, по сути дела, вот этот сюжет, он помог мне, да, ответить на вопрос, что нам нужно создавать. Вот эти объекты инфраструктуры на маршрутах, на вот этих кластерах, конечно, необходимо иметь, создавать и содержать их в надлежащем состоянии. Потому что, конечно, наряду с какими-то достопримечательностями, красивыми местами, все-таки горы несут в себе определенную, ну, может быть, не опасность, но нужно быть предельно внимательными и на дорогах, и на объектах, которые наряду с красотой могут быть при определенных условиях весьма такими небезопасными. Поэтому вот то, что я сказал по развитию туризма, по посылу вот наших гостей, которые в предыдущем видеосюжете выступали, нам нужно в этом плане тоже четко отработать правила игры. Да? И по этим правилам вот в этом году я обратился к руководителям муниципальных образований, чтобы именно они обратили внимание на комфортные условия для тех людей, которые к нам приезжают. То есть, если это гид, если он не профессиональный, то он, по крайней мере, должен правильно трактовать историю. Ну и уж точно даты называть. Я понимаю, что в Дагестане как бы все будут называть даты более такие древние, да, более, это правильно, это хорошо, но чтобы приезжающий турист, допустим, не смог там уличить нас в каких-то исторических форматах, которые мы пытаемся трактовать по-другому. Конечно, этот гид должен быть готов. Если это водитель, то этот водитель должен быть соответствующими категориями и с опытом. Был сюжет, да, к сожалению, трагически закончившаяся история с гибелью девушки. Вот, то есть, если это водитель, этот водитель должен создать определенные условия для переезда, для трансфера от одного места к другому. Это все на сегодняшний день я хотел бы адресовать в адрес руководителей муниципальных образований. С тем, чтобы по окончанию, вот у нас круглый год туристы к нам приезжают, но основной наплыв вот где-то с мая по сентябрь. В летнее время, в период летних отпусков, в период летних каникул. А потом мы уже будем подводить итоги, и с учетом того анализа, который в муниципалитетах проведут, значит, мы создадим определенную логистику, и уже на следующий год попытаемся вот эту логистику встраивать уже в схему, ту, которая будет являться основой для создания нашей туристической индустрии. Сергей Алимович, когда-то этот вопрос обсуждался. Может быть, есть смысл какие-то курсы повышения квалификации для гидов проводить, где им будут объяснять, как правильно устраивать эти турпоездки с точки зрения безопасности и как правильно преподносить информацию? Не только для гидов. Я считаю, что нам вообще нужно, вот, ну, может, так глубоко как бы к этому вопросу, да? Это тоже одна из сфер туристической индустрии.
То есть я говорил, что это гостиничный комплекс, это инфраструктурный объект, и третье – это подготовка персонала. Сегодня в стране целые вузы работают по подготовке персонала, созданы факультеты, созданы отдельные направления в повышении качества подготовки вот этого персонала. Да? Это и гиды, и операторы, и, извините за банальность, даже те, кто сегодня будет продавать билеты на различного рода там поездки или туры внутри Дагестана, да, они все должны получать определенный уровень образования. Мы еще в прошлом году, в октябре, проводили там, такой обмен мнениями, на котором пришли к выводу, что сфера туристической индустрии должна тоже быть закреплена с профессиональной точки зрения. Вот мы в ближайшее время буквально, понимаете, я где-то какие-то вещи, мне вопросы задают с опережением того, что уже спланировано. Да? До конца мая я поставил задачу подготовить все предложения, в том числе в сфере подготовки профессиональных кадров. Мы в конце мая будем проводить совещание. Оно будет достаточно открытым, результаты его будут опубликованы именно по развитию туризма в Республике Дагестан. И именно на этом совещании будем определять задачи, вопросы, ставить сами перед собой, находить ответы на эти вопросы. Вот. Для того, чтобы туризм действительно был для нас, для Дагестана, той сферой, которая сегодня, она уже работает сегодня. Но ее нужно собрать в тот формат, который смог бы действительно быть приемлем и для нас, как для организаторов этого направления деятельности, и для тех, кто к нам приезжает. И ведь возможности у нашей республики уникальные, нужно согласиться с этим. И люди тоже могут на этом следующий вопрос. Я напомню, что у жителей республики была возможность отправлять вопросы на WhatsApp в виде аудиосообщений. Давайте послушаем одно из них. Добрый день, уважаемый Сергей Алимович. До нас дошла приятная информация о вашем выступлении перед народом 14 апреля. И в связи с этим обращаемся к вам, жителей поселка Ипподром, с огромной просьбой помочь нам с канализацией. Вот уже сколько лет нам городские власти обещали провести, но результата нету, так как остальные коммуникации, вода, свет, газ мы провели своими силами. Летом окна невозможно открывать из-за запахов вдоль заборов от нечистот и антисанитарии. Заранее благодарен вам за ваше содействие и с уважением относятся к вам жители поселка Ипподром. Так, Сергей Алимович. Но, видите, я уже говорил, отмечал, что многие вопросы и заявления, они сегодня пересекаются в тех проблемах, о которых мы говорили. Вот эта история с канализацией, она непосредственно связана с той проблемой, о которой мы уже достаточно подробно сегодня говорили. Это проблема с водоснабжением, с водоотведением, с канализованием. То, что касается у нас агломерации Махачкалинской, я тоже сказал, что это вопрос наиболее проблемный, потому что здесь и решение долгое время не принималось технических, и сама агломерация растет, потому что людей прибавляется, ну и, соответственно, в сфере жилищно-коммунального хозяйства с этим прибавляется проблем. Я бы этот вопрос отвел к тому ответу, который я уже давал по поводу воды, что мы сегодня занимаемся созданием определенной программы, по которой хотели бы реанимировать и систему водоснабжения, систему водоотведения, систему ливневой канализации, систему канализации, систему стоков в Каспий. Такие посылы у нас есть, перспективы у нас такие есть. Не хотелось бы останавливаться на технике решения этих вопросов. Вот сейчас технические решения как раз в этом отношении принимаются, в том числе касающиеся и жителей вот этого микрорайона. Жители улицы Хивская в Махачкале подготовили видео-вопрос для главы. Давайте мы его посмотрим. Мы, жители домов 7, 7А, 5, 7Б, 10А по улице Хивская возмущены творящимся беспределом, а именно у нас не у каждого этого дома нету ни дворов, ни мест для парковки толком. И одна надежда была на этот центральный земельный участок, который администрация города Махачкалы продала и дала в аренду. Ну, не продала, в аренду отдала. Для застройки 2 многоквартирных домов. Очень вас просим, вот мы все жители, которые
собрались здесь, обратить на это внимание и сделать все возможное, чтобы осветить это и прекратить строительство. Я понял вопрос. Вчера мы буквально с главой города обсуждали подобный вопрос, который касается другой площадки, но тоже в Махачкале. Безобразий много. Поверьте, я стараюсь вникать во все эти истории. Да? Некто, значит, приобрел участок для строительства дома 9-этажного. Площадь этого участка чуть больше 1000 квадратных метров. Хотя по нормативным параметрам 9-этажный дом нужно строить на участке не менее 2000 квадратных метров. Значит, он решил этот дом вот именно вот так вот поставить. Конечно, здесь ни о какой инсоляции речи быть не может, о солнечной доступности. Конечно, здесь ни о каких при дворовых территориях речи быть не может, ни о каких стоянках, ни о каких детских площадках. Просто человек в 16 году, повторяю, нашел участок и решил, значит, этот участок реализовать по строительству 9-этажного дома с целью потом последующего реализации квартир в этом доме. Вот. Некто, опять же, ему пошел навстречу и подписал разрешение на строительство. Вчера мы с мэром Махачкалы по этому поводу говорили, значит, это разрешение аннулировано. И строить там никто ничего не будет. Вот что касается вот этого заявления по улице Хивской, до 30 числа, до того момента, когда вы придете и будете, значит, мы с вами будем обсуждать вопросы, значит, строительства, вернее, не строительства, а развития города Махачкалы. Салман Кадьяевич, я вас попрошу, закройте, пожалуйста, вопрос вот с этой площадкой, по поводу которой заявители обратились. Хорошо? Да, Сергей Ильич, есть. Да. Если необходимо, приостановите с последующим решением вопроса. Если необходимо, отзовите. Если необходимо, нужно привлечь правоохранительные органы, чтобы они разобрались с законностью выделения этого земельного участка. Судя по тому, что люди нам заявляют, это история, похожая на ту, которую я сейчас рассказал по нашему вчерашнему разговору. Вот вчера мы сумели это дело остановить, здесь нужно идти по такому же пути. Кроме того, значит, я бы хотел сказать, что на сегодняшний день перспективным развитием наших городов и перспективами строительства многоквартирных домов является принцип комплексного подхода к их строительству. То есть вот на любом образовавшемся там земельном участке строить многоэтажный дом сегодня непозволительно. Должны выбирать, формировать земельный участок для комплексной застройки, где будут предусмотрены и строительство самих домов с квартирами, и выделение первых этажей под объекты коммерческие, но в интересах проживающих людей, магазины шаговой доступности, там, я не знаю, парикмахерские, какие-то другие, значит, объекты. И наличие площадок для последующего строительства в этих микрорайонах социальных объектов, школ, детских садов, спортивных залов, культурных центров. В обязательном порядке наличие парковок и в обязательном порядке создание комфортной зоны в придворовых хозяйствах, в придворовых территориях. Для того, чтобы людям было где прогуляться, где провести время вне квартиры и так далее. То есть вот этот подход к комплексному развитию территорий, он определен на федеральном уровне, я считаю, это абсолютно справедливо. Почему-то у нас этого никто не делал. У нас как только появится какой-то пятак, сразу же туда пытаются, значит, воткнуть какой-то, извините, убогий дом, в котором, честно говоря, и квартиры оставляют желать лучшего. Хотя, с другой стороны, в Дагестане большое количество хороших застройщиков, честных, которые на самом деле в этом отношении являются высокими профессионалами. Будем ориентироваться на них. Будем ориентироваться на них и вот на принцип комплексной застройки территории, о котором я сказал, чтобы подобных заявлений у нас было как можно меньше, а со временем не осталось вообще. Сергей Алимович, я предлагаю вернуться к гостям студии. И у нас в студии Барият Мирзаалиева. Передайте, пожалуйста, ей микрофон. Мы бы хотели услышать ваш вопрос. Здравствуйте, Сергей Алимович. Я являюсь одним из активных колясочников нашего города, республики, так как являюсь спортсменкой и членом сборной России по стрельбе из лука, работаю в 112 Республике Дагестан.
И я сталкиваюсь с такой проблемой, что мне приходится каждый день ездить на такси. Вот. И бывают такие случаи, что таксист не всегда хочет поставить коляску в свой автомобиль. И вопрос такой у меня, и он касается не только меня, но и многих инвалидов нашего города. В нашей республике нет автошколы, которая дает права именно инвалидам. Есть ли такие планы у вас, открыть такую школу в нашей республике? Ну, откровенно говоря, я не вполне готов сейчас ответить на ваш вопрос, потому что открытие автошколы — это же не просто там, допустим, выделение земельного участка под автошколу и автомобилей, да, для того, чтобы... На самом деле, давайте немножко разберусь в этой ситуации. Какие требования по автошколе для инвалидов, да? Раньше она была у нас, говорят, а сейчас нет лицензии просто, поэтому... Хорошо, давайте мы разберемся, почему. Наверное, может быть, изменились требования, поэтому лицензия перестала соответствовать. Может быть, какие-то еще другие параметры. Я вынужден здесь попросить наших коллег, давайте мы с МВД эти вопросы проговорим, с теми, кто организует безопасность движения, те, кто, в общем-то, отвечает за выдачу этой лицензии. И в ближайшее время я вам отвечу на этот вопрос. В свою очередь, Рамазана Джафаровича я попрошу этот вопрос пометить, и в ближайшее время Джафарова, вице-премьера, который курирует у нас взаимодействие с подразделениями силового блока. Рамазан Иванович, слышите меня, да? Да, Сергей Иванович, слышу, я понял. Да, будьте добры, пожалуйста, давайте более конкретно подготовимся к ответу на этот вопрос, и опять же его потом дадим, либо вам лично, либо где-то в публичной сфере мы об этом скажем. Хорошо? Если позволите, я задам следующий вопрос, поступивший на портал вопрос.мелькова.ру. Считаете ли вы целесообразным созданием при главе республики независимой вневедомственной неоплачиваемой комиссии из числа ученых и специалистов по оценке деятельности органов власти местных самоуправлений, реализации инвестиционных проектов на территории республики, оценки работы вузов по подготовке качественных специалистов, оценки работы систем здравоохранения, образования и культуры? Спрашивает Абдусалин Абдул-Галимов из города Каспийск. Ну, с учетом такого витиеватого названия этой организации, я думаю, что, наверное, ее создание нецелесообразно. Потому что у нас есть большое количество общественных организаций, есть общественный совет, который достаточно такую активную позицию занимает. Может быть, некоторые вещи и нужно переформатировать, но тем не менее общественный совет — это та площадка, где все могут, собственно говоря, высказываться по той проблематике, которая есть. И именно общественный совет формирует повестку своих заседаний, своих совещаний, то есть то, что волнует, то мы и рассматриваем. Второе, я уже говорил, существует система депутатского контроля. Когда, я уже пример сегодня приводил, да, когда в Народном собрании подняли вопрос по поводу вот этих 12, в кавычках, пропавших школ, и, в принципе, достаточно эффективно этот механизм можно работать. Его, может быть, тоже, опять же, нужно где-то отладить, где-то смазать, но это на самом деле это эффективная работа. Я вот когда по Южному Дагестану ездил, и когда дальше буду посещать район, там везде со мной присутствовали депутаты Народного собрания. При необходимости они готовы в том числе проблемные вопросы рассмотреть и на своих сессиях, а может быть даже при необходимости и отреагировать некой законодательной инициативой, если это понадобится. В-третьих, у нас существует большое количество организаций, которые, собственно говоря, по своему предназначению осуществляют контроль за теми или иными действиями, о которых в этом таком длинном названии уже было сказано. Поэтому лишний контроль и лишние эксперты, они точно здесь не нужны, потому что, наверное, у нас, если и понадобится какая-то структура по тому или иному направлению, мы можем манипулировать созданием рабочих групп, комиссий, каких-то иных, как общественных, так и правительственных форм по реализации дополнительных мер в том или ином направлении. В общем-то, все это предусмотрено в системе управления, как государственной, так и общественной. Я думаю, что не нужны дополнительные организации, даже если они не оплачиваемые. Ну, думаю, неравнодушное отношение только приветствуется. Это приветствуется, конечно. Вернемся к гостям в студии. Муталимов сегодня у нас в гостях. Передайте, пожалуйста, ему микрофон. Дайте возможность задать вопрос. Дорогие друзья, уважаемый Сергей Омельевич,
Вопрос такой, у нас, я афганец, у нас действительно афганцы 150 человек в этом прошлом году, они прошли курортное санаторное лечение в Сочи, Пятигорске, Кисловодске. А у нас было такое, что в Каякенском районе выделенный участок был, построили реабилитационный центр для ветеранов всех. Им занимался генерал-майор Муртазалиев Амар Муртазалевич. Так как вот так остановилось это, хотели бы, конечно, у нас в республике, чтобы построить реабилитационный центр для всех. Спасибо за реабилитационный центр. Да, ну, во-первых, я хотел бы вот еще раз озвучить, что буквально недавно решением администрации города Махачкалы парку афганцев было присвоено имя генерала Муртазалиева. Да, я думаю, что это такая серьезная мера, по которой мы видим внимание к и проблемам афганцев, и проблемам ветеранов, всех участников боевых действий. Я бы хотел сказать, что в этом году мы значительно увеличили средства для выделения субсидий для приобретения жилья афганцам. Я вам уже об этом говорил. Надеюсь, что в этом году у нас вот этот эксперимент пойдет благополучно, и дальше мы постараемся тоже с нарастающим итогом выделять средства, субсидии для приобретения для афганцев жилья. Потому что, честно говоря, мне даже в этом отношении неловко. Уже, значит, 30 лет прошло после окончания афганской войны, а у нас еще не все обеспечены вот теми мерами поддержки государственной, которые вы завоевали. Я другого слова сказать не могу. Много сейчас идет оценок по поводу, значит, этой войны, да? Но люди, которые в ней принимали участие, они являются ветеранами, и ветеранами являются по праву. Поэтому мое вот решение такое: в ближайшие годы вообще закрыть проблему предоставления льгот афганцам, тех льгот, которые им государство обязано реализовать. Поэтому мы в этом отношении будем двигаться. Что касается реабилитационного центра, ну, давайте мы, может быть, на отдельную площадку это вынесем, потому что эта проблема касается не только афганцев, да, но и других ветеранов. Я хотел бы поручить в этом отношении руководителю администрации, значит, на ближайшее вот, или на общественный совет, или запланировать встречу с руководителями ветеранских организаций, потому что их несколько. Вот вы сегодня представляете афганцев же, да? А у нас еще есть там определенные пожелания, могут быть от других ветеранских организаций. Тем не менее, коль вы всех сегодня представляете, давайте мы со всеми все-таки проговорим, и для того, чтобы мы могли учесть пожелания всех категорий и дальше уже как-то по ним двигаться. Поэтому я хотел бы попросить, чтобы ближайшие, ну, наверное, там, я не знаю, в мае, в июне мы спланировали вот эту площадку, на которой мы обсудили этот вопрос. Извините. Ну что ж, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и эфир длится уже 2 часа 40 минут. Еще несколько вопросов, я думаю, мы будем заканчивать. И следующий вопрос, это вопрос от жителей села Абдурашид-Атар Хасавюртовского района. Их проблема никак не решится. Дело в том, что у них плохие дороги, а также в селе много лет нет воды. Наши корреспонденты побывали на месте, увидели все своими глазами. Смотрим небольшой видеосюжет, после которого последует вопрос. Жители села Абдурашид-Атар Хасавюртовского района боятся отправлять детей в школу. Дороги, по которым ежедневно едет школьный автобус, в удручающем состоянии. После частых оползней некоторые участки разрушились. Транспорт то ли дело застревает в ямах, а в зимнее время и вовсе оказывается практически у обрыва. И такая ситуация уже 10 лет. Были несчастные случаи, говорят местные жители. Боясь за своих детей, они несколько раз засыпали улицы гравием и щебенкой. Но через месяц дороги снова в исходном состоянии. Из-за плохих дорог сюда вовремя не может приехать даже карета скорой помощи. Но это не единственная проблема жителей. Уже много лет в селе нет воды. За ней они пешком идут в соседнее село. Необходимо бурение артезанской скважины. Местные власти обещали это сделать еще в прошлом году, но воды все еще нет.
у нас большая просьба, чтобы вы обратили на это внимание, чтобы взяли личный контроль, так как наши дети уже с нашего села километров 16 возят на автобусе. Дороги наши уже в сплошенном состоянии. После дождей уже они смывают, рядом проходит река. И эту реку она смывается уже метров 2 от реки. Опасных участков много у нас. И наши родители тоже, родители детей волнуются за своих детей, пока приедут в школу. У нас большая просьба от селения, жителей нашего села, от родителей, чтобы вы взяли под личный контроль вот эти наши проблемы. Шурухам Маханович, а что скажете по вот Хасавюртскому району в плане наших региональных инвестиционных программ и в плане реализации программы «Качественные дороги»? Добрый день, уважаемые коллеги. Вас тоже не слышу. Непосредственно по этой дороге Попробуйте еще раз. Нет, к сожалению, нет. Вопрос был поднят. Ну, технические проблемы не должны, значит, мешать говоря, нам? мешать, да, нам двигаться дальше, поэтому давайте мы сделаем так. Шурухам Маханович, я вас попрошу, значит, вот в ближайшее время, поскольку там такая ситуация, да еще она, к сожалению, видите, коррегируется с риском поздневых, значит, вот каких-то, да, аварийных ситуаций, я вас попрошу, наверное, будет лучше всего, если вы проедете в это село и определитесь там по дорогам. А заодно, Батыр Эмеевич, обратите внимание, попадает ли у нас это село в ту схему, которую мы делаем по водоснабжению Хасавюртского района, и в какие сроки по реализации у нас, значит, это произойдет. Хорошо? Шурхан Маханович, если вы поняли, дайте знать, что вы в ближайшее время туда поедете и посмотрите. Спасибо. Спасибо. Ну, качество вот дорог, спасибо. конечно, у нас... Теперь слышно. Теперь слышно. Да, слышно, да. Говорите. Да, я слушаю, да. Можно, да? Вот для сведения, этот участок дороги, он находится на контроле у президента Российской Федерации. В этом году приезжал, один из этих вопросов был этот участок дороги, Совет президента ДГР. Мы там были на месте, это было где-то в феврале месяце. Вот, совещание было в Хасавюрте, были представители, один из представителей жителей этого села, там есть активистка, она у меня была 2 раза, и, значит, там по нему принято решение, которое, значит, вошел в протокол Совета президента Российской Федерации Евгения. Мы в этом году, Сергей Алимович, готовим проектно-сметную документацию капитального ремонта этой дороги. В 2022 году эта дорога будет отремонтирована. Но там была проблема с мостом, вот жители, я не знаю, они хорошие люди, промолчали, мы капитально отремонтировали мост в аварийном состоянии. Вот само содержание этой дороги до начала капитального ремонта, она будет содержаться в нормативном состоянии. Мы за это не пустили регионы. Это и что? Они еще говорили о том, что у них проблемы с водой. Да, я сказал об этом. Значит, давайте мы тогда сделаем так. Будем считать, что решение по этой дороге уже принято, оно действительно принято, если у нас проект отрабатывается, да? Вот, необходимые процедуры, проект, экспертиза и потом реализация этого проекта на 2022 год. Что касается моста, Батыр Эмеевич, посмотрите, за счет тех мостов, которые у нас производятся в Кизляре, может быть, есть возможность замены или реконструкции. Это тоже нужно учесть. И да, слушаю. Уже сделали. Но извините, это технически тут у нас есть проблемы со связью, поэтому иногда вырываются фразы. Хорошо, спасибо. Батыр Эмеевич, тем не менее, вот по воде, вы, пожалуйста, в рамках тех решений, которые мы принимаем, тоже это пожелание учтите.
У нас принимаются, коллеги, решения по Хасавюртскому району, по водоснабжению Хасавюртского района, по очистным сооружениям Хасавюртского района. Поэтому я попрошу вот при планировании наших работ, наших мероприятий вот эту просьбу тоже учесть. Обязательно всем соблюдать. Спасибо. Спасибо. Качество дорог – одно из самых частых обращений. И другая, не менее важная проблема для дагестанцев – это количество ДТП на наших дорогах. И вопрос, поступивший на аккаунт АГИП-РД. Когда камеры для фиксации нарушений установят на всех трассах и во всех городах? Движение в республике как будто в Багдаде. Камеры хоть как-то останавливать стали гонщиков. Пожалуйста, займитесь этим вопросом. Что ни день, то авария, пишет Ахмед Гаджиев, город Махачкала. Я не знаю, как в Багдаде, на самом деле. Я недавно сказал, что движение как в Дамаске. С Багдадом не могу сравнить, к сожалению, не был, да? Вот. Движение, конечно, ужасное. Движение ужасное. И не только в Махачкале, но и по вот, сюжет с аварией, да, который привел к гибели в горах. Это тоже наверняка, знаете, не относится к области фантастики, наверняка это нарушение правил дорожного движения или состояние дороги, по которой любое превышение скорости становится предметом трагедии. Постараюсь коротко ответить на этот вопрос. Я говорю, что у нас многие вещи, вот они предвосхищают то, что мы уже запланировали, стараемся провести. Завтра мы проводим большое совещание по развитию транспорта Республики Дагестан. В том числе будем рассматривать инфраструктурные проблемы. Недавно, значит, мы с Салманом Кадиявовичем выяснили, что у нас есть уже разработанное одним из московских научно-исследовательских институтов разработанные предложения по улучшению дорожной инфраструктуры города Махачкалы, где предусмотрено все. И сделан анализ общественного транспорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями, и анализ парковочных мест, и анализ дорожной разметки, и анализ светофоров. Просто бери и делай. Для того, чтобы Махачкала из вот такого транспортного коллапса превратилась в город, где действительно имеются возможности сделать хорошие транспортные развязки и создать условия как для участников дорожного движения, так и для пешеходов. Мы этим сейчас будем заниматься. Второе, это то, что вот вопрос ставится по камерам. Уже 2 месяца по своей собственной инициативе первый зампредседателя правительства Емеев, Батыр Емеевич, разбирается с камерами, которые у нас стоят на участках федеральной трассы. Знаете, у нас как в той поговорке, вот, камеры есть, но они не работают. Вот. И мы с большим трудом, значит, нашли возможность все-таки проверить. Ну, кто-то же закупал камеры, которые не работают, да? Это как у одного писателя французского, да? Если звезды горят, значит, это кому-то надо. Если камеры кто-то купил, те, которые не работают, и повесил их регулярно на столбы, значит, это тоже кому-то выгодно, да? Вот, поверьте, найти кому выгодно я уже вряд ли смогу сегодня, на самом деле. Вот. А сделать так, чтобы эти камеры заработали, действительно нужно. Дело в том, что эти камеры не только они как бы гарантируют безопасность дорожного движения, но и еще и являются, выполняют другие элементы системы «Безопасный город» или «Безопасные дороги», а также являются интересным предметом для пополнения доходной части бюджета, как городов, так и населенных пунктов, где они стоят. Поэтому мы с Батыром Емеевичем тоже этот вопрос рассматриваем. Мы пригласили, по крайней мере, готовы на сегодняшний день рассматривать предложения инвесторов из других регионов, где это уже работает, для того, чтобы эту систему запустить или перезапустить в Дагестане. Прежде всего в крупных городах и на тех трассах, которые у нас могут считаться скоростными. В этом отношении мы работаем, но я не могу сказать, что решения уже приняты. Они пока только прорабатываются. Я абсолютно согласен с автором вопроса, что это необходимость, которую нужно принимать вот за тоже такой вот первоочередной, я не знаю, первоочередное направление деятельности по обеспечению безопасности, как безопасности движения, так и создания комфортных условий для участников дорожного движения и для пешеходов. Спасибо большое. И, наверное, не стоит забывать об осознанном отношении каждого человека, который садится за руль. Это тоже очень важно. И вопросы продолжают поступать, и поступают они на самые разные источники. Одно из них, вот голосовое сообщение на WhatsApp, думаю, заинтересует, опять-таки, всех автомобилистов. Давайте послушаем. Сергей Алимович,
Ассаламу алейкум. От лица всех автолюбителей Республики Дагестан хотелось бы у вас спросить, возможно ли такое, чтобы в республике появились автозаправочные станции, такие как Роснефть, Лукойл, потому что качество топлива в республике на сегодняшний день, скажем так, не очень такое удовлетворительное. Подскажите, пожалуйста. Мы тут попытались сетевую компанию завести, да, которая на всем юге России работает уже несколько десятков лет. Я имею в виду вот, торговый дом. Лукойл? Нет. Единственная компания, которую я знаю. Кто подскажет? Вы? А? Магнит. Магнит, Магнит. Да. А, вот. Магнит. Тоже столько критики получили в свой адрес, что Магнит это чуть ли там не весь бизнес у дагестанцев разобрал и, значит, разложил по своим полкам. Мгм. Конечно, должны заходить крупные игроки на территорию Дагестана. И Магнит один из них. И я вас уверяю, что он ни у кого ничего не отбирает, а наоборот предполагает создание новых рабочих мест и работу с мелкими предпринимателями так, чтобы их товары оказались востребованы через эти сетевые магазины. Но, видимо, опять же, значит, не всем это нравится, потому что кто-то привык вот к тому серому бизнесу, который, к сожалению, для Дагестана стал традиционным. На пользу Дагестану он точно не идет. Так же, как он не идет на пользу людям, которые вынуждены заправляться. Вот наш с вами уважаемый заявитель, он мягко сказал, да? Он говорит, мягко говоря, не того качества. Да какого качества он может быть, этот бензин, если многие из туристов на сегодняшний день, проезжая через сетевую заправку Татнефти в Ставрополе там, или в Астраханской области, заливают себе полные баки и канистры, и только после этого едут в Дагестан. Лишь бы здесь не заправляться. Это же так, и если кто-то мне сегодня возразит, я готов пополемизировать, в том числе с экспертами, которые проверят состояние топлива на любой заправке и состояние тем параметрам, которые к этому топливу предъявляются. То, что оно низкое, оно действительно низкое. Есть, конечно, отдельные добросовестные предприниматели, которые поддерживают и свой имидж, но им же тяжело конкурировать с теми, кто его, извините за выражение, бодяжит. Поэтому я сторонник того, чтобы, конечно, крупные сетевые компании в Дагестан заходили. И на сегодняшний день такие крупные значит, и нефтяные, и газовые компании, которые оказывают услуги населению, они присутствуют везде, во всех регионах практически. Они должны быть и у нас. И мы сегодня ведем переговоры с несколькими организациями, в том числе с Роснефтью, для того, чтобы мы могли предложить им соответствующие условия для инвестирования своих проектов в Республике Дагестан. Я пока не готов сказать, чем это закончится, но опять же это во многом сопряжено с нашими проблемами, с рисками для бизнеса, для того крупного бизнеса, который сюда иногда остерегается заходить. Потому что опять же земельные проблемы, опять же проблемы, значит, связанные с искусственными вот этими серыми схемами, которые мешают здоровой конкуренции. Вот. И иные какие-то вещи. Мы ведем сейчас с ними переговоры, я готов под свои гарантии этих людей сюда приглашать. Это на самом деле никоим образом не повредит ни наличию рабочих мест, ни предоставлению услуг. Это только повысит престиж республики и повысит уровень жизни наших с вами граждан, наших с вами земляков. Поэтому в ответ на вопрос я скажу, абсолютно согласен с тем, что сюда должны заходить гарантированные поставщики, которые качество услуг предоставляют на высоком уровне и имеют в этом отношении большой опыт. И мы с ними сегодня ведем переговоры. Не только в отрасли, значит, нефтяного или газового хозяйства. Но это заставит подтянуться и местных бизнесменов в плане качества, наверняка. Надеемся на это. А мне бы хотелось дать слово еще одному гостю у нас в студии, Андрей Торшин. Передайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте. Сергей Алимович. Меня зовут Андрей, я проживаю здесь всю жизнь. С 2015 года я занимаюсь скейтбордингом и велолайфстайлом. Это сейчас олимпийские виды спорта, и исторический музей «Россия. Моя история» связалась с нами, директор
Тимур Талибович предложил нам кататься на его территории, прямо возле музея, и познакомил нас с Минспорта по Республике Дагестан. Мы пообщались, обсудили будущие проекты, рассказали ему, как хотим, чтобы он выглядел и так далее. Сейчас у нас есть на территории исторического парка своя импровизированная площадка, но для профессиональной подготовки она никак не подходит. И мой вопрос, есть ли возможность сделать пилотный скейт-парк на территории музея? Спасибо. Спасибо. На самом деле, меня тоже, вот, я, честно говоря, молодежь везде, она одинаковая, с интересами, с одинаковыми, да, ну вот, например, там, не знаю, в Ставрополе, в Москве, где-то в других городах, в Волгограде, видно и стоянки для велосипедов, и молодых людей, которые самокат используют как экологическое чистое средство передвижения по городу, да, вот, и со скейтбордами молодые люди ходят, понятно, где они имеют условия для занятий, да, у нас почему-то этого нет ничего, на самом деле, ни велосипедов, ни самокатов, ни скейтбордов. Мы уже с главой Махачкалы об этом говорили, наверное, нужно эти площадки создавать, ведь есть организации, которые готовы зайти и предоставлять услуги по аренде вот этих велосипедов и самокатов, причем они абсолютно доступны, недорогие. Помимо того, что это здоровый образ жизни, это еще и, наверное, какой-то все-таки такой современный продукт того, что сегодня в мире происходит. Второе, то, что вы говорите про вот эту площадку, она на самом деле должна быть как-то востребована, потому что сама территория вот этого музея, да, она подразумевает наличие там, ну, я не знаю, каких-то, наверное, молодежных именно, да, площадок. И это может быть один из вариантов такого развития. Я хотел бы попросить, вот, Антон Шамсудинович, у нас Муслим Пашаевич сегодня нет. Будьте добры, пожалуйста, вот инициатор этого вопроса возьмите на контроль, я имею в виду данные, телефон, как вас можно найти, и передайте мое поручение Муслиму Пашаевичу, пусть он с ребятами встретится, с инициативной группой. Вы же, наверное, не один, да? Вот, пусть он их выслушает, а мы потом обсудим, как мы вот эти вещи сможем дальше продвигать. Хорошо? Пусть сначала курирующий председатель правительства с вами переговорит, а потом мы посмотрим, как мы это будем делать. Наверняка не только Минспорт в этом должен быть заинтересован, но и Министерство по делам молодежи, возможно, какие-то другие подразделения, возможно, другие молодежные организации. Давайте пообсуждаем, я за то, чтобы вас поддержать. Спасибо. Ну, а я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и эфир длится уже 3 часа. Я предлагаю заслушать последний вопрос. Это видеовопрос от школы гимназии номер 4. Уважаемый Сергей Алимович, мы, учащиеся и педагоги гимназии номер 4 города Махачкалы, очень рады обратиться к вам. Мы видим, сколько усилий прилагает руководство республики для того, чтобы жизнь дагестанцев изменилась к лучшему, стала более комфортной и благополучной. Наша гимназия на данный момент – это единственное на Северном Кавказе общеобразовательное учреждение, в котором организовано инклюзивное обучение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В стенах гимназии дети имеют возможность учиться наравне со всеми детьми и возможность общаться со сверстниками, несмотря на свои особенности. В настоящее время в нашей школе с 1 по 9 класс проходит обучение 65 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для нашей школы многое сделано. Есть специальный лифт, на котором дети перемещаются по этажам. Имеется 2 микроавтобуса, которые ежедневно привозят и увозят детей. Это во многом облегчает учебный процесс. Сергей Алимович, у нас к вам большая просьба. Помогите, пожалуйста, в приобретении для нашей школы тренажера. Дети-колясочники проводят долгие часы, сидя за партами, и эти тренажеры были бы очень полезны. Большое вам спасибо за то, что выслушали и обратили внимание на наши проблемы. Да, спасибо, Яхья Гамидович, вы меня слышите? Да, Яхья Гамидович, давайте мы с вами сделаем так. Вы, пожалуйста, на директора гимназии выйдите, значит, наряду с этими тренажерами возьмите, пожалуйста, еще, может быть, будут какие-то пожелания.
разберитесь с параметрами, они на каникулы так, как все дети уходят, или они продолжают обучаться. Если так, то значит, мы один срок возьмем для реализации их предложения. Если по-другому, значит, мы с вами определимся. Обязательно мы этот тренажер приобретем и подарим. Если там есть еще какие-то другие пожелания, разберитесь, доложите мне, и мы обязательно их выполним. Не только потому, что это вот в рамках сегодняшнего прямого эфира происходит, а потому что это те вопросы, о которых я уже сегодня говорил. Действительно, мы должны внимание уделять тем людям, которые борются с недугом, и обязательно его поборют, если только мы им в этом поможем. Хорошо? Хорошо. Это моя родная школа. На этом наш прямой эфир подходит к концу. Сергей Алимович, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Я надеюсь, это не последний ваш визит, и такие прямые эфиры будем организовывать периодически. Через несколько минут состоится пресс-подход. У журналиста будет возможность задать вопросы главе по итогам сегодняшнего прямого эфира. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Только что прошла прямая линия с ВРИО главы Дагестана. Длилась она более 3 часов. Сергей Меликов ответил на вопросы жителей республики. Касались они в основном социальных тем. Это господдержка семей, труднодоступность лекарственных препаратов, развитие туризма. Прямо во время прямого